Ассаламу алейкум Ларми Нохчи, добро пожаловать на стрим, дорогие друзья, не забудьте, кто не подписался, подписаться и ставить лайки. Баркал, спасибо всем. Что нового расскажете? Как бы так сделать, чтобы все было хорошо? Что-то имеете против Беслана? Ты про какой Беслан говоришь? Про город в Осетии? Или какой Беслан? Ну, алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Конечно, отвечаю на вопросы касаемо истории, географии, развенчания мифологии, некоторых мифов, сказок, несуществующих, конечно. А так, насколько я знаю, у тебя как дела? Дела, как говорится, как сажа бела. Нормально. Что-то имеете против? Я не думаю, что там кто-то что-то имел в виду. Должны были что-то против иметь. Так. Постараемся убрать кабель, который не нужно. А главное, это то, что книгу «Историю» обещают перечерпать. Спасибо правительству Чечни. Второй вопрос, что Рим пал под натиском вандалов, аланов, ингушей. Ну, я не знаю, честно сказать. Первая новость реально хорошая. Эта тема поднималась буквально недавно. Начали ее поднимать очень сильно, скрупулезно. Этот вопрос был, про него разговор был, поэтому спросил. Был очень скрупулезно рассмотрен, среагировали. И благо, надеюсь, что раз и навсегда этот вопрос был закрыт. Особенно для тех нарнийцев, которые упрекал в том, что Нохчи, да и все остальные народы, которые были депортированы, являлись предателями и так далее и тому подобное. Надеюсь, этот вопрос уже закрыт. Что касается вандалов, аланов, пал Рим под ними. Это, конечно, из мира уже немножко не моей области, фантазии, так сказать. Ну, аланы — это очень обширная тема, интересная тема. Башлам, давно не заходил в эфир. Ты, по-моему, на работе, правда, в войнах. Не понял я вопроса про войнах книг. Продавание книг. В эфире я не был довольно-таки давно. Есть на то причины технического характера. Вот. Только поэтому вчера не смог сделать эфир. Хоть и анонс был на вчерашний день. Надеюсь, Ибраим подключил наших YouTube подписчиков. Не знаю, как пока будет работать. Не знаю, как вы видите меня, слышите меня, хорошо ли, плохо ли.
но пытаюсь всяческим образом провести с вами встречу. Что касается принятия вопросов, данного вопроса, которые мы озвучили, я опубликовал. Да, есть еще одна новость, я тоже скоро, иншаллах, опубликую его. Немножко запаздываю, обычно первым все закидывал, но так бывает, иногда приходится чуть задерживаться. Но мы озвучили, я опубликовал. Да, есть еще одна новость, я тоже скоро, иншаллах, опубликую его. Немножко запаздываю, обычно первым все закидывал, но так бывает, иногда приходится чуть задерживаться. Но, несмотря на это, мы озвучили, я опубликовал. Да, есть еще одна новость, я тоже скоро, иншаллах, опубликую его. Немножко запаздываю, обычно первым все закидывал, но так бывает, иногда приходится чуть задерживаться. Но, несмотря на это, мы озвучили, я опубликовал. Да, есть еще одна новость, я тоже скоро, иншаллах, опубликую его. Немножко запаздываю, обычно первым все закидывал, но
Так бывает, иногда приходится чуть задерживаться. Но, несмотря на это, прошу прощения, у меня, как всегда, эти технический сбой. Перепросмотр. Соцау. Ну, как видишь, не самые лучшие у меня пока проблемы. Не могу никак настроиться, вроде бы был в YouTube, в Instagram, но самое интересное, что когда зашел и пока все нормально. Пока общался с вами, интернет то ли вырубился, то ли выкинул. 181 человек в прямом эфире написано. Показывает в десятки раз меньше, конечно. Я как-то смеялся с одного человека, как так может быть, когда, говорит, вроде бы в эфире такое огромное количество людей, а показывает очень мало. Так вот, в первой части мы поговорили о том, что как раз таки есть хорошая новость о том, что мы говорили, что успели мгновенно среагировать. Фактически это и есть мгновенно среагировать на данную новость. В книжках опубликованные, одобренные Министерством образования Российской Федерации. Сейчас отвечу все понемножку. Короче, среагировали мгновенно, и вопрос был решен. Алхамдулилля, что в любом случае это хорошая новость для всех народов, которые были депортированы и записаны в этой книге. Вы видели в ролике. В конце я поставил непосредственно этот небольшой абзац. Но в любом случае мы знаем, что именно при решении даже буквально года два тому назад вопросов да, есть хорошая новость, есть фантастическая новость. Непосредственно, когда решался вопрос вы знаете, есть проблема участия нашего народа, Ауховского района. Там один то ли лакис, то ли аварец или женщина позволила нелестное высказывание в адрес нашего народа. Вы знаете, что ауховцы, как часть нашего единого народа, были депортированы. После этого был упразднен Ауховский район. И земли, даже несмотря на реабилитацию, частично огромное количество не возвращается по сегодняшний день. И там было вынесено решение, что этот чеченец должен был заселиться, и высказывала женщина и мужчина, я не знаю, в любом случае из Дагестана, они сказали, что вас бы не выслали, если бы вы не были предателями народа. Это 21 век,
Это когда уже все знают, знают, что есть закон о реабилитации. Я привел вам пример только к этому, поэтому я в конце добавил по скриптум, где было написано, что нарнийцы, которые говорили якобы о предательстве и всем остальном, это, конечно же, является чушью. Об этом мы говорили с вами много раз, мы обсуждали эту тематику, мы поднимали вопросы, поднимали исторические документы, включая даже документы из Минобороны Российской Федерации, количество перешедших на сторону врага, или же тот, кто занимался партизанщиной, или тот, кто был недоволен властью и так далее и тому подобное. Эти люди в количественном отношении были преувеличены. Никаких 3000 или 6000 там и речи не было. Хотя были и некоторые другие, есть исторические факты. Я не пытаюсь сегодня никого из наших соседних регионов кавказских говорить. И совершали намного хуже действия, но, однако, они не были депортированы. Я не говорю, почему это несправедливо и так далее. Факт есть факт. То есть те причины, которые непосредственно были затронуты и обвинили чеченцев, допустим, тех же карачаевцев, ингушей, балкарцев, калмыков, крымских татар и так далее и тому подобное. Там, вы знаете, как минимум за десяток депортированных народов, которые были изгнаны из родного края и не знали, вернуться или нет. Но в 1957 году этот вопрос, по сути, должен был закрыт, потому что признали, что это было незаконно, что это было несправедливо. Опять же, если мы обсуждаем, и некоторые историки любят обсуждать, там, были же все-таки, которые поддерживали немцев и так далее и тому подобное. Но мы не можем определенное количество, валейкум ассалам, определенное количество людей, которые недовольны властью того периода, занимались они обречеством, занимались ли они партизанщиной, считать весь народ виноватым. На самом деле, и в этом ролике упоминает председатель парламента, говорит об этом, мы говорили об этом ранее много раз. Власов перешел со всей армией. Но никто же не называет всех, всю советскую армию или всех русских не называют предателями. Никого не депортируют, да? Назвали их власовщиной. Оно на самом деле так. Опять же, был Осман Губе, национальности нашего соседнего региона. Он возглавлял сопротивление Советскому Союзу, был арестован и все остальное. Несмотря на это, его национальность цитировали. Хотя сегодня выходит много документов, по которым он указывал, что чуть ли не вся беда, оказывается, и вся проблема была только в чеченцах. Якобы из-за этого депортировали. Реальные проблемы мы знаем, мы об этом говорили, наши суждения. Что не подарили.
Сохей Шуй, меня слышно, видно? Алейкум ассалам. Дайте мне знать, слышно меня, видно, нет, что к чему. Да. Вот, и всем ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Уже третий раз мы заходим, пытаемся исправить ситуацию. Вы меня уж извините. Валлах, я не знаю, что уже сделать. Я и так аноним. Вот хоть кто-то поддержал, аноним задонатил из ютубовских братьев. Огромная благодарность. Огромная благодарность вам за поддержку. Если бы не ваша поддержка, мы бы не смогли работать. Так вот, несмотря на то, что были другой национальности, предав в состав частей вермахта, которые были заброшены на Кавказ, несмотря на все это, не все народы были депортированы. Опять же, мы говорим об исторических фактах, мы не говорим, почему хорошо или плохо, что их депортировали или не депортировали. Однако весь народ по сути своей не мог быть депортирован из-за определенных людей, которые были с другого взгляда или другого мнения. Тем более незначительная его часть, даже 0,01 там сотая или тысячная, я бы так сказал, насколько известно. По крайней мере, все те люди, которые показывают или выставляют документы. Из документов, опять же, Министерства обороны СССР, документ мы публиковали, он есть на нашем сайте, вы можете посмотреть. Да, кстати, если кто только что зашел, не в курсе, о чем речь идет, мы говорим о некоторых исторических моментах, приятных, которые раз и навсегда решат проблему, надеюсь, решат проблему о том, что был ли чеченский народ и остальные народы, которые, ночью народ, точнее, остальные депортированные народы предателями народа, родины и так далее и тому подобное. Если сравнивать даже исторически, я вам как бы привел небольшие исторические моменты, которые есть. Опять же, не углубляясь в этот процесс, я думаю, что вот я вижу комментарии, которые пишут под ними. Есть некоторые наши соседи, сестры даже пишут, преподнесли не так, показали не так и так далее и тому подобное. Я прошу вас не нести, конечно, ерунду и чушь. Это хорошая новость, что смогли, что сделали этот историческую несправедливость, конечно же, исправили. Что касается остальных моментов, мы, конечно, обязательно поговорим и ответим на ваши вопросы. Вандала, Аланы и все остальное. Брат Рустам, ДРС Хил, да, Духвахвал за поддержку. Что касается Аланского царства, я так скажу. Аланское царство не принадлежало одному кавказскому народу. А Аланское царство принадлежит сегодня потомкам многих, точнее и Нохчи, и ингуши, и осетины, и карачаевцы, и балкарцы, и частично даже адыгам, кто были частью Аланского царства. Аланское царство было огромное. Поэтому то, что пали, то, что от Аланов там пали под ударами Римская империя или все остальное, я прошу вас, вот такие вещи, их нужно, во-первых, рассматривать, над ними нужно работать очень сильно. Я, конечно, в эти моменты, мне скрины присылали, когда написали просто-напросто, четко указали моменты, что мгновенно отреагировали сегодня достойные сыны чеченского народа, решили этот вопрос. Все, это история, причем тут политика. Потом мне пишут, если что, мы там приняли только мы. Раз на то пошло, давайте хорошо посмотрим. Я обязательно, я вам обещаю, подниму эти документы, посмотрим на основании чего и кто, как эти законы о реабилитации принял. Кто в нем принял участие. Говорить сегодня, что вот только мы и так далее и тому подобное, а это указывается в моих комментариях у меня под постом, мы нисколько не принижаем. Я помню записи Руслана Хасбулатова,
он имел причастность непосредственно к принятию закона о реабилитации. И не последнее. Но никто не говорит, что Руслан Хасбулатов является единственным человеком, который принял непосредственно участие в принятии закона о реабилитации. Я не пишу там Руслан Хасбулатов, чеченец, который принял там особое значение или важное значение в принятии закона о реабилитации. Это какой-то детский сад, ей-богу. Исторические процессы кто бы ни принял, как бы ни было, это несправедливое решение, которое никто... Есть много моментов, ко мне попадали многие документы, как вообще попали эти документы, кто участвовал, Берия, кто преподносил ему, количество вот этих бандитов и так далее и тому подобное. Вот разве этих людей было мало, что ли? Разве нужно мне сегодня указывать, кто принял участие в этом процессе? То есть отдавал эти записки, которые превышали реальное количество среди нашего народа, чеченского или ингушского, без разницы. То столько-то, столько-то завышено там, и так далее и тому подобное. Были ли они завышены? Нет. Почему не обсуждают эти процессы, проблемы исторические? Документы, материалы. Опять же, я повторюсь, были и есть исторические документы, фильмы есть, указывающие, кто принял немцев, кто возглавлял немецкое непосредственно, помогал немецким оккупантам на тот период. Но никто же не обвиняет после этого весь народ. А потомки этого человека, этой национальности упрекают чеченцев в том, что вас бы не депортировали и нам не отдали бы ваши дома и земли, если бы вы не были предателями народа. Это 21 век, это буквально 2-3 года тому назад. Разве кто-нибудь ответил за эти слова? Да, я понимаю, что это женщина, да, ну там стояли мужчины, они могли сказать просто... Вообще женщина не имеет права такие вещи говорить на Кавказе, где мужчины. Я, опять же, я не принижаю, там, не сексисты и так далее и тому подобное. Я не говорю, что женщина. Но на Кавказе всегда слово имел мужчина. И сегодня, когда женщина выступает, валикум ассалам, выступает и говорит такое. Этому было посвящено мое вот по скрипту. Но, к сожалению, некоторые наши братья, соседи, сестры, вы так преподнесли, как будто мы преподнесли так, как должны преподнести. Я это лично сделал, и я на себя это беру ответственность. Я преподнес, потому что я горд, что представители моего народа эту историческую несправедливость решили на самом верху. Но опять же, я повторюсь, упрекать кого-либо я не упрекаю. Я разве упрекал этом кого-нибудь? Я упрекнул только тех людей, которые нас когда-то, и даже сейчас, буквально 2-3 года назад, называли нас предателями. Вы сидите, как, я не знаю, крысы, здесь говорите, что я то сказал или это сказал. Сестренка Таиса задонатила. Таис, дал духяхэл, дал сидуэла. ДРС ему за то, что помогаешь, несмотря на то, что живешь в Европе. Любая поддержка – это огромное благо для нас. Сейчас, особенно в последнее время, ты видишь, что для меня не самые лучшие времена, как бы, в вопросе моей работы. Вот. И Айса тоже, Гудерменский Борз, тоже задонатила, я вижу. Поэтому, я не знаю, говорит эта женщина на митингах, говорят ли эти женщины где-то там в домах, когда законные владельцы ауховские ночи пришли в свои дома по решению непосредственно закона, судьи, и она кричит и говорит, что вы там, у вас отобрали, переселили, а потом не проходит большого времени, буквально говорят, нас тоже насильственно переселили. Вот когда говорят депортация чеченцев, ингушей, калмыков, там,
части кабардинцев, карачаевцев, балкарцев и так далее. Говорят, у нас тоже переселили, там определенную дату взяли, это насильственное. Это насильственное переселение, да, это, конечно, я не говорю, что это не трагедия, но это с гор спустили на плодородные земли Чечни. Это депортация, по-вашему? Да, это некрасиво, нехорошо, я не говорю, нисколько не смеюсь, не умиляю, конечно, этих людей. Но сравнивать это и депортацию там Нохчи, которых в Сибирь, в Центральную Азию, где тысячами погибали по дороге, замерзали. Сравнивать с тем, что спустили с гор и заселили в готовые дома, я думаю, что это несоизмеримо. Об этом. А то, что касается закона о реабилитации, вот я увидел, мне прислали скрин поста, я не буду называть человека, я не в первый раз это слышу. Здесь заходил сейчас тут ингуши Джамалай Хамхоев, я надеюсь, он есть здесь, он обычно такими делами тоже занимался, работал. Надеюсь, у него тоже есть он по этому вопросу какое-то мнение. И мы посмотрим обязательно. Я еще раз говорю, я видел интервью Руслана Хасбулатова, ныне покойного, да, где он принимал не последнее решение, а судьбоносное решение в принятии о законе о реабилитации своего чеченского и ингушского народа. Поэтому, алейкум ассалам, поэтому нужно разбираться. Но раз вы хотите, я, честно сказать, думал, что многие будут наоборот таки поддерживать. Это реальная проблема, когда в 21 веке, после 70 лет почти что, принятие закона, имеется в виду, о том, после того, как вернули репрессированных, до сих пор обсуждается эта тематика историческая. И в современных учебниках себе позволяют, ну да, там, сказал, ошибся, просто перенял, переписал. Вот в этом проблема. Я хотел бы затронуть еще один вопрос, как раз касаемо. Помните, мы говорили об истории и об исторических процессах и книги, которые пишут люди сегодня. Они просто берут книги, несмотря на те политические процессы, которые были в том периоде, переносят на современную историю нашего народа или всего остального народа. И говорят, что это вот достоверно. Хотя многое из этого опровергнуто и доказано, что это не так. Расскажи о хане, сия аварии, Умахане Аварском. Наши соседи справа и слева любят рассказывать об этом типе, что якобы чеченцы. Мы давно уже решили вопрос о том, кто платил дань. Дань мы платили. Да, мы платили дань попрошайкам, сиротам, детям, кто приходил попрошайничать. Вот им мы платили дань, поскольку мы мусульмане. Об этом прекрасно говорил и наш историк, уважаемый Хасан Бакаев, об этом говорил и я много раз. Вот им платили. Остальное никогда ничего подобного не было. Да, вне всякого сомнения, в тяжелые времена, когда происходила реконкиста, нохчи начали спускаться с гор вниз, их земли были заняты различными национальностями, кумыками, аварцами, кабардинцами. И в первое время к себе управленцам приглашали соседних, опять же, князей, которые в принципе не владели полнотой власти. И прогоняли их, бывало убивали их, если они как-то несправедливо относились. Об этом дальнейшем историческом процессе царская Россия очень много описывает. Как они просили. Один документ на всякий пожарный. Чечня давно слывит житницей Дагестана, расположенной у лесных предгорий, на значительной площади доброкачественной почвою она. В 1872-1873 годах кормила не только Дагестан, но и Персию.
В эти годы тавлинцы вывозили десятками тысяч арб кукурузы из аулов Шали, Урус-Мартана, главных торговых пунктов. Бродский, Чечня как хлебный оазис. У нас были плодороднейшие земли, мы занимались и продажей, и все об этом знают. Этот документ я опубликовал. А это дает нам ответ на вопрос, кто в действительности содержал государство Шамиля, если речь идет уже о более позднем периоде, если мы говорим. Мы знаем, что фактически вся Кавказская война держалась экономически, да и человеческом ресурсе на чеченцах и на Чеченской республике. Ну, Чеченская республика немножко неправильно, на Чечне. Поэтому все, кто хотел или кто говорит о том, что какой-то Умахан, Нуцалхан или кто-либо брал дань, вот эти сказки Хафизовщины, Красного Горшка и всех остальных, что вся левая, правая сторона Аргуна была под ними и так далее. Мы об этом рассказывали. Для начала, если эти люди управляли сотнями лет, как предполагают и говорят на протяжении сотни лет, 200-300 лет, покажите хоть один курган, одно городище, которое осталось от этих Нуцалханов, Умарханов и тому подобное. Хоть одно. Исторически, если на этом месте, почему мы находим захоронение аланского периода воинов, сарматского периода мы находим, почему мы находим, где было древнее государство Симсир, древние захоронения. Вот это подтверждает, что было у нас. Почему мы находим доказательства о Зурзукете, о Кистете, но ни о каком умарханстве. Вы знаете, я в последнее время очень много общался с грузинскими учеными, историками, то есть переписывался, смотрел их видео. Они говорят, что большая часть Дагестана, вплоть чуть ли не до Азербайджана, принадлежала грузинам. Вот мне интересно, как может Чечня кому-то платить дань и принадлежать кому-то, когда они сами были в подчинении у кого-то. Это вопрос. Я не утверждаю, однако грузинские ученые многие говорят. И опять же, когда мы говорим о моментах, первое упоминание Нахчи и Хунзи, распространение христианства, и эти земли были под покровительством Грузии. Хунзи — это Хунзах, вплоть до Хунзаха они были под Грузией, под их церковью. То есть непосредственно там были церкви грузинские и так далее и тому подобное. Я в Ингушетии тогда и вообще не был. Вопрос возникает, о каких великих там правой стороны берега Аргуна, о государстве, когда-то существовавшем или кто-то платил. Много раз об этом говорили. И повторюсь, надеюсь, я ответил. Да уж вопрос. Никакие Нуцалханы, Умарханы. Да, они используют очень сильно фамилию Турловы, якобы Асламбекова и так далее, что они принадлежали им. Еще раз повторюсь. Да. Определенное время до реконкисты и после реконкисты потихонечку эти земли выпрашивали у царской России, и они их ставили администраторами на этих землях. Но когда нохчи начали укрепляться и возвращать свои земли, они их прогоняли, они убегали. Они просили у царской России помощи, чтобы им вернули эти земельные наделы и обратно сделали так, чтобы чеченцы им якобы подчинялись. Но это длилось недолго. Закончилось все уже во время шейха Мансура. Локальные какие-то частичные места вполне возможно. Понимаете? Ни больше, ни меньше. Надеюсь, что я ответил. Осетины генетически близки чеченцам или нет? Осетины тоже разные. Там есть дегорцы, кударцы, иронцы. Иронцы нет. Вроде, если они связываются, дегорцы к нам близки. Или кударцы я вечно путаю. И то не все. Вот Дударова и так далее и тому подобное. Вот они близки. Они считаются потомками чеченского Тейпа Лом Эхкай.
То есть оттуда вы произошли и заселили, и жили вплоть до Дарьяльского ущелья и владели им. Наши лом-акинцы, лом-ахе их называют, акинцы их называют некоторые. Они владели вплоть до Дарьяльского ущелья, это было их владение. Да, многие сегодня пытаются сказать, что это было не так, что это неправда, но то, что они сегодня являются осетинами или называют себя осетинами, никто не спорит. Дальше. Так, дальше давайте вопросы и будем отвечать на ваши вопросы. Что касается некоторых вопросов, опять там, некоторые ингушские блогеры, там, не знаю, типа, так, задавайте вопросы, если у вас есть. Кто тебе платит за твою работу? Мне никто не платит. Моя работа добровольная. Моя работа — это мои братья и сестры, которые время от времени понемногу донатят, помогают. Все. Больше никакого работодателя этой работе у меня нет. Дополнительно где-либо я работаю, это никого не касается. Я работаю, но, к сожалению, мне с моей большой семьей я не могу просто тянуть сразу обоих. Надеюсь, ответ. Сетевые шнуры, пишет Башлам. Ты согласен с тем, что было показано в фильме «Шейх Мансур» победоносный, или как шейх Мансур был пленен? Ты именно про какой фильм говоришь, «Сетевые шнуры»? Снятый Нохчо фильмом или каким? Ассаламу алейкум. Как его пленили, мы много раз обсуждали. Я зачитал. Алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Моги хамди, все нормально, братан. Есть несколько версий, и я их вам зачитывал. Ничего не изменилось с тех пор. О том, что он попал, как он попал в плен, раненый. Остальное, думаю, вам и так должно быть понятно. Все, что нужно, все, что есть о шейх Мансуре, мы публикуем. Вы можете посмотреть. У нас на YouTube-канале вы можете посмотреть. Башлам, некий ингуш Евлой выставил тебя из-за высказывания. Давайте скажем так. Я буквально сегодня разговаривал с одним человеком. Он попросил меня пока по Артему Плата мы оставим. С ним мы уже чуть попозже. Я вам уже более подождем, поскольку я дал слово подождать, и потом уже дальше отвечу на этот вопрос. Что касается Йовлоя или другого там ингушского блогера, там как его там, Белаки или как там, кто-то, я не знаю, даже дела нету до этого. Чингачгука, кто-то там, какие-то политические свои баталии, походу хайпануться, каждый раз пытается хайпануться. Но хочу сказать так, не нужно вырезать меня и говорить, что я там сказал или я что-то сделал. Все, что я сказал, я сделал, я выскажусь. Прежде чем меня, Евло или кто там, либо другой пытается где-то там закинуть, они должны были вырезать другой момент, где там же Артем говорил, что он полностью выполняет указания или делает, слушается Совет старейшин Республики Ингушетия. Не меня. То, что я говорил с Артемом, мы поговорим через 2 дня. Меня один человек попросил подождать. Подождем, и я вам отвечу, как все было на самом деле. Еще раз, не пытайтесь меня втянуть в какие-то политические баталии. Для меня Ичкерия — это историческая область моей родины. Современной историей я не занимаюсь. Новейшей историей я не занимаюсь. Ваша пока с кофе варианты отсылочки. Вот. Дикник даяла отсадизровать. Остальные моменты, что кто сказал, как сказал, настроить против моего же народа, который живет в Европе сотнями тысяч,
Никогда я не пойду против своего народа. Мои это кто дома, мои это кто в Европе, мои это кто в России, мои это все, кто любит историю моего народа и свою родину, географическую родину. Понимаете? Не надо пытаться мне сейчас здесь каким-то образом вообще свои эти какие-то политические, авантюры тянуть меня и так далее и тому подобное. Я свое мнение высказал. Современная история меня не интересует. Мне бы дойти бы как бы до того, чтобы хотя бы закончить. Я до гражданской даже войны не могу никак дойти. Настолько много материала публиковать приходится. Потому что нужно отвечать норнийцам Востока, Запада, которые рассказывают о небывалых масштабах их земли. Сегодня я хочу вам зачитать один момент. Сегодня прислали. Башлам видел, как Цичоев хотел подмазаться к выполненной работе лорда. Да, видел. Ну, я не знаю, на что он рассчитывал, когда здесь прямые, явные факты, где вопрос решили достойные сыны чеченского народа. Зачем это было делать и ставить себя на смех, я не знаю, кто бы это ни был. Я вам хочу зачитать один документ. Послушайте внимательно его. Я вам клянусь Аллахом, что его прислали мне сегодня. Абсолютно не являюсь Но это настолько меня сильно задело, просто-напросто. Задело в каком плане? И меня нету в Одноклассниках. Эту статью закинули в Одноклассники. Мне прислали скрин, что я думаю по этому поводу. И я вам сейчас его зачитаю. Я хочу, чтобы вы ознакомились. Просто Нохчи Фильмс показал, что он в бессознательном положении попал ранен в плен. А вы историю ща РВЛ Хажер. Нет, Ахмад прав. Он в бессознательном положении попал в плен. Это так и есть. Об этом говорят те, кто его окружил и пишет. Я не знаю, что там написал Хажаев. Он вышел сам. Такого я, по крайней мере, не слышал. Если говоришь о Далхане Хажаеве, но Далхан многие вещи говорил, те, которые не соответствуют действительности. Те документы, которые я видел, и там говорится, что окруженный, раненый, с факелом в руках, то ли подорвать хотел он окончательно, заваленный стеной, в бессознательном положении, он попал в плен. Это, как говорится, что есть. Ну как, опять же, кому какая версия нравится. То, что он сам вышел, я слышал один раз этот бред, когда ему сказали, что убьют кого-то там из твоих, всех убьют оставшихся твоих сторонников, что он вышел. Но это говорят сторонники тех людей, наших, те люди, которые наших ауховских братьев каким-то образом хотят задеть. Аух это как сердце нашего народа. Я вам объясню. В которое любое, чтобы задеть, пытаются тыкнуть в аух. Что сказать, тыкнуть аух? На самом деле аух это неотъемлемая часть нашего народа. И те ногчи, которые проживают, это часть нас. То, что там заразили за это время, кто-то там какие-то высказывания говорит, что мы вейнахи, майнахи и так далее. Это
Сейчас. Статья называется социальной сети, фамилии нету. Алай-Че, Республика Ингушетия. И здесь статья. Ламак — это те человек, которые сохранили имя самого великого воина. Сейчас я зачитаю, пока подождите минуту. Чеченские историки говорят, что ингуши предали нас. Это статья, я вам цитирую эту статью. Она есть до сих пор свободная, любой может зайти прочитать. Чеченцы, вот предали нас, приняв подданство России. Честно сказать, я такого никогда не слышал, чтобы говорили вот в таком формате. Предали нас, потому что они стали подданными России. Такой формулировки я не слышал. Но, видать, у кого-то так оно. А вот в настоящее время, слушайте, в настоящее время чеченцы предали ингушей осетинам. Это статья такая. Чеченским псевдоисторикам следовало бы задуматься, имеет ли смысл и место для критики ингушей. Я никогда не слышал от наших старших, что чеченцы когда-либо проявили к ингушам братство. Не тогда, когда ингуши были христианами и язычниками, не тогда, когда стали мусульманами. Он говорит, от наших старших никогда не слышали, что им чеченцы помогали. Вы говорите, что вытащили ингушей из язычества и христианства. Говорите, запятая, что ингуши являются тукумом. Что наши исторические данные, как чеченцы победили... Что нашли исторические данные, как чеченцы победили монголов Тимура Хромова. Никогда в жизни ни один чеченец не предоставлял и не может предоставлять данных, что Тимура Хромова победили. Он явно лукавит. Еще раз повторюсь, Тимура Хромова на Кавказе, включая Золотую Орду во главе с Тохтамышем, никто не победил. Тамерлан завоевал, уничтожил, разрушил и ушел. И это ложь и клевета, что якобы чеченцы сказали, что Тамерлана они не победили. То, что делали нападения, это было. То, что он покарал их жестоко, это было. И мы об этом говорили. И как оказались все в Галанчорском районе, почему, говорит, Нана Ношха, почему остатки сохранились в этой местности, мы много раз об этом говорили. Мы точно так же говорили, как раз таки во время Тамерлана упоминается Аух. И это мы говорили, что часть войска он направил в сторону Ауха, а остальную направил для уничтожения там аварских сел, или, я не знаю, как правильно сейчас будет. Это раз. Башлам, давно ли ты начал за земли осетинцев начал качать? Саид Миржоев. А с чего ты взял, что я за земли осетинцев? Где? Саид Миржоев, может, выйдешь в прямой эфир и скажешь, где я это сказал. Я читаю статью, написанную непосредственно в Одноклассниках. Вы можете зайти и найти, я ссылку вам оставлю. Дальше говорит, вы говорите, что вытащили ингушей из язычества и христианства. Говорите, что ингуши являются тукумом. Что нашли исторические данные, как чеченцы победили монголов Тимура Хромова, русских и т.д. Вы сами хоть верите в это? Вы хотите себе приписать чужой героизм. Вот уже интересно. Интересно, какой героизм и чей? Чужую историю. Опять же, чью историю? И когда это было? Дальше. Бывший. И тут он ссылается для отмазки. Сразу вам говорю, это сразу видно. Бывший министр, бывший министр обороны Российской Федерации Иванов
Интересно, бывший министр обороны Иванов, ладно, проверим эти данные тоже, как-то сказал, что в Чечне воевали наемники из 50 стран мира. Послушайте, из 50 стран мира. Речь идет, он перепрыгивает со времен Тамерлана, он перепрыгивает на войну в 20 веке, которые были две чеченские войны. Дальше читаем. Чтобы вы понимали, с 14 века на 20 и 21 век. 50 стран. Если, да, точка, восклицательный в кавычках, если вы ингушей считаете братьями и тукумом, как вы говорите, то где вы были? Вот интересный момент. Новый исторический факт, который я тоже, для меня это ноу-хау. Где вы были в 1562 году, когда на мирные села ингушей напали? Опа, интересный момент. Напала Ногайская Орда в союзе с кабардинцами и с русскими. Вот так вот. Вот так вот. Где мы были в то время? Напали с нагайцами, говорит, кабардинцы и русские. Нагайцы, кабардинцы и русские напали на ингушей в 1562 году. Он пишет это в своей статье. Дальше. То побоище длилось 11 дней. Как ни странно, не 11 лет, не 11 месяцев, ничего такого обычно. 11 дней, 6 дней и так далее. Тому подобное. То побоище длилось 11 дней. Были уничтожены 160 ингушских поселений. Ингуши проиграли войну из-за внезапного нападения врага и наличия у русских артиллерии в 1562 году. Запомните. Ладно, неважно, не буду я сейчас разбирать подетально, но зачитываю как есть. Дальше. Дальше. Наличие у русских артиллерии, только поэтому они проиграли, говорю. Указанный бой проходил в треугольнике от Эльхотова до слияния Сунжи и Терека. До слияния Сунжи и Терека. Слияние Сунжи и Терека, если я не ошибаюсь, находится глубоко на территории Чечни. Но он здесь говорит, что там воевали ингуши. Валикум салам. И до верхней части Камбелея. Все эти земли, вот уже интересно, все эти земли были отвоеваны у ингушей нагайцами через кабардинцами и русскими. Слияние Терека и Сунжи, который находится где? Чуть ли не в Брагунах, в этой области. Ну, знаете, да, где находится слияние Терека. Эти все земли, он пишет, принадлежали у ингушей нагайцами, кабардинцами и русскими. В этом бою почти все мужское население ингушей погибло. В связи с уходом в горы от побоища спаслись только 15 тысяч человек. Странно, 15 тысяч человек. А в официальных данных в 1801 году всего 8-9 тысяч человек. Ну, максимально 11 тысяч. Куда 4 тысячи-то делись? Причем разница в 400 лет должно было прибавиться. А здесь как-то, я не знаю. Ну да ладно. Только 15 тысяч человек старшего возраста женщин и детей. Такие исторические доказательства имеются у историка Газикова Берснако. Надо поинтересоваться этой историей, где, оказывается, Чечня, большая часть принадлежала ингушам. Я не знал, я не затронул бы, если бы это не касалось бы нас непосредственно. У этих уцелевших 15 тысяч населения так и написано, от этих уцелевших 15 тысяч населения возродился наш народ, ингушская нация. Принято подданство Российской империи после 40 лет этой битвы ради спасения своего народа. Только я не могу понять. То есть в 1562 год, так он утверждает, да, 1562, 40, это будет
1600 год. Не 1700, 770, который говорится в официальных данных. Он говорит, через 40 лет. То есть это в 1600 году приняли, получается, подданство. Но я так понимаю это. И если с математикой дружить, то это так получается. Ну да ладно, дальше читаем. Возродился наш народ, ингушская нация. Приняла подданство Российской империи после 40 лет этой битвы ради спасения своего народа. Ладно, не буду, это ваша история, говорите как хотите. Вот что пишет в книге «Кавказцы» в 1750-1820 годах, изданная 173 генерал-майор Д. Мадем в 1770 году, покорив аргунских и сунжинских чеченцев, оружием принудил дать аманат, присягу на верность. Он пишет аманат, присягу на верность. Я не знал, что аманат это присяга на верность. Это ладно. Который с того времени считается знаком подданства чеченцев. Так вот, смотрите, и чеченцы, и ингуши в одном и том же году, в 1770 году, приняли подданство России. Опять же, в чем упрек? Я не знаю. Приняли, что чеченцы приняли принудительно. Дальше он пишет. Подданство России. Только разница в том, что чеченцы приняли принудительно, а ингуши добровольно. А как могли ингуши предать их, если чеченцы сами отдали заложников и признали свое подданство России? Вопросительный знак. Вы думаете, дальше уже интересно, там вообще переплетение 15, 14 век, 17, 18 век, дальше говорит. Вы думаете, что Путин поддерживает руководство ЧР из-за любви к чеченскому народу? Вопросительный. Не забывайте, у чеченского народа больше врагов, чем у ингушей. С нами враждуют только осетины. Точка. Ваше руководство совместно с нашими предателями забрали ингушскую землю. Так, что делаешь? Забрали ингушскую землю. Ингушскую землю. Вы обвиняете и обливаете грязью целый народ. Хотите, чтобы ингуши молчали и более того, объединиться с ними? Ингуши, которые ранее желали объединения, теперь напрочь отказываются от этого. Не надо угрожать ингушам, этим вы разжигаете ненависть. Ингушская поговорка гласит: не бойся того, кто говорит с тобой с угрозами, он ничего не сделает, а бойся того, кто молчит. Если кто-то не знает ингушей, спросите у своих старших, которые были с ними в ссылке. Они хорошо знают, кто есть кто. Зря вы сеете ненависть между чеченцами и ингушами. Джохар Дудаев и Руслан Аушев – это боевые генералы, не историки. Государство их учило, как надо воевать, поэтому решение этих лиц и договора ни для чеченцев, ни для ингушей ничего не значит. Российские законы, тоже которые силой угроз меняли национальные границы среди народов Кавказа. И это не будет основанием для закрепления нарушенных границ между народами, навязанной нам Россией за последние 200-300 лет. На мой взгляд, эту проблему можно решить только таким путем. Ничего не говорится, каким путем. Поскольку Чечня... самое интересное, послушайте. Поскольку Чечня требует от Дагестана свои земли, необходимо Чечню и Дагестан объединить в один субъект. Справочно на топографической карте 1783 года Чечня не указана. То есть они входили в состав Дагестана. Как вам? В 1783 году Чечня входила в состав Дагестана. Говорит, на топографической карте указано. В состав Дагестана. Указано только Дагестан. 1700
В 83 году, говорит, указан только Дагестан и Ингушетия. Чтобы было понятно этому Чингачгуку, ингушские вообще как объединение официально, по данным, появилось только в 1860 году. Но этот человек пишет. Я зачитываю тебе, говорю. В состав Дагестана. Ввиду того, что ингушские земли в настоящее время находятся у осетин, надо осетин и ингушей объединить в один субъект, а те осетины, которые не хотят жить с ингушами, могут ехать куда хотят. Россия большая. 60 лайков. Комментарии я не могу увидеть, потому что у меня нету в Одноклассниках. Она написана, сейчас вам скажу, в Одноклассниках, Галгайче, ТМ Галгайче, ТМ, Республика Ингушетия. Вот и все. Отправляй теперь запрос. Я сказал, пока не закончу, я подождать попросил всех. Вот такая статья. Я хочу повториться. Я не знаю, кто написал эту статью. Но эта статья написана и закинута в Одноклассники. И до сих пор она там есть. Написана она 3 года тому назад. До сих пор висит. Если бы такое сделал я, меня бы обвинили во всех смертных грехах. Как ни странно. Шаухал Таркинский, Тарко, Шаухал, Кавказ 909. Ты интересно про кого говоришь, Шаухал? Про Шаухала Таркинского? Шаухал Тарковский, кумыкский князь. Если ты про него говоришь. Если кто-то на чеченском языке о нем написал что-то, это другое дело. Я не знаю, кто написал ее, но она висит в Одноклассниках, сайт, которому я вообще не доверяю, честно сказать. Это читают, это репостят, это раскидывают. И это есть до сих пор. Написано чепуха и перекидывать туда-сюда, вообще я не говорю про даты, про все остальное. Про карту в 1783 году, на которой не было. Но вот эти все разговоры, если это даже написано недругами, врагами, эти разговоры сегодня до сих пор ведутся и рассказываются. Он называет историков ингушских, он называет бывших руководителей Чечни, Ингушетии, он называет многих, он называет нас сегодняшних руководителей Чечни. И президента России называет. Кто бы что бы ни было, это все есть. И это все, что написано там, полнейшая чушь. Что касается остальных моментов, я оставлю. Ладно, это чушь само собой. Те, кто это распространяет, и те, кто оттуда уберет, всем людям, будь любой национальности, ничего из этого не является достоверной информацией. Ни один абзац. Ни один абзац. Поэтому нужно это понимать. Знайте это. Что не помогали, что вплоть до стыка Сунжи и Терека, это, конечно же, какие вещи, кто хоть маломальски знает историю, может вообще на эту тему подписываться, я не знаю. Опять же, кто бы то ни был, если вот эта статья висит там, если она есть, если этого не сделали. Там написала одна сестра, и я не знаю, какой национальности, первый комментарий я прочитал, она написала, если у чеченцев и дагестанцев нету между собой каких-либо расприй, они могут объединиться, то как можем объединиться мы с осетинами, которые друг другу очень враждебны? Первый комментарий. Ответ я не увидел. Нажимаешь ссылку, я могу прочитать статью. А дальше что там, кто там, я не могу. Возможно, там есть и автор, возможно, и нету автора. Карты я публиковал, вы видели.
является ли этот плод больной фантазии? Если меня, я знаю, смотрят многие ингуши, зайдите в Одноклассники, найдите эту статью, пожалуйтесь, удалите ее, если она не является вашей или чьей-либо другой. Никаких проблем с этим не будет. Но она висит. Не кумыкского хана. Там был какой-то шамхал кумыкский. Асав его зовут, в честь него. Не земли, а в честь он был представителем царской России на этих землях. И в честь него, говорят, назвали Хасавюрт. По крайней мере так. Поэтому. Ну, это то же самое, если бы говорить, что мы победили Тамерлана, то никогда чеченцы такого не говорили. Никогда. И что мы победили монголов, ну, по крайней мере, покажите мне, где об этом говорится. Кто это пишет. Какие-то там моменты нападения, что-либо еще можно понять, но войну я такого не видел. Что в 1562 году применяли и уничтожали столько-то селений, я не видел, честно. Я слышал от Газикова, Березнякова, что якобы там уничтожались определенное количество кабаков, но и то, как говорится, тут нужно говорить с Российской Академией Наук, которая находится. Может, они что-то знают об этом. Я, по крайней мере, не видел ничего подобного. Ага. Прям лампочка Ильича у меня тут. Вот такая вот ситуация. По мере возможностей, честно вам сказать, многие моменты я и так публикую. Очень многие моменты, материалы я еще и собрал и не смог их опубликовать. Поэтому Омичау Башлам Цха Ечанагуш Маво Соцау, но, как говорится, в спартановских условиях пока. В 1783 году состоялась драка между чеченцами и ингушами, пишет Генка. Башлам, расскажи, кстати, про этот год. Наверное, чеченцы перекочевали в Тарскую долину. Нет, это уже я не буду ничего об этом говорить. И сейчас речь не об этом вообще идет. И здесь какой-то Саид Миржоев говорил, что он отправил запрос. Саид Миржоев. ДРС-Хил Саид Миржоев. Отправь запрос мне заново. Теперь я закончил зачитывать данный документ. Я могу ответить на твои вопросы, которые ты хотел. Ты обвинил меня, что я якобы впрягаюсь в земельные вопросы осетин. Я максимально придерживаюсь и знаю, что нельзя нарушать законы, тем более не занимаюсь. В фильме «Шейх Мансур» показали приказ караул, где написано, чтобы в руки у Шурмы ничего не давали, никого не подпускали, чтобы он никого не убил. Это был, как я понял, оригинал документа. Все документы, которые в этом фильме есть, они являются подлинниками, использованы они есть в архивах, ничего тут скрытого нет. Поэтому их много раз разные публиковали, разные ученые. Шейх Мансур еще много кто будет писать, я уверен. Башлам, который ты сейчас зачитал ингушскую статью, является автором статьи в Одноклассниках Хамзат Фаргиев. Ислам ДРС Хейл, как раз Саид Миржоев спрашивал,
Саид Миржоев, вот видишь, кроме меня, Странник тоже читал эту статью, и он говорит, автором данной статьи является некий Хамзат Фаргиев. Я не знаю, кто это, хотя не знаю, то есть он написал, не он, но в любом случае тебе сказали фамилию. Мичуа, Саид Миржоев. Ты же вроде бы говорил, запрос отправлял мне. Отправь запрос опять в убол хаусардыква. Брат. А ты зайди в YouTube, там есть ссылка на сайт bashlam.3w.com. Ибраим, скинь ссылку прямо в эфире сейчас, скинь ссылку на сайт наш, кто не смотрел. Документы о шейх Мансуре много раз публиковали. Его многие скачали, многие закинули, кроме меня. Огромное количество. Уже и на ТикТоке его поделили по частям, и в ТикТоке я видел, раскидывают везде. Да, давно уже есть сайт он правильно называется, да? Сайт bashlam.3w. 3w. Сейчас Ибраим скинет, если он в эфире, короче, чтобы не ошибаться. Я же публиковал об этом. Есть сайт, есть YouTube канал, Рутуб канал. Везде мы публикуем. Все, что касается нашей истории. Все серьезно, как говорится, на высшем уровне. Как в лучших домах Лондона. Все, что касается нашей истории. Не фантастические там Атила и тому подобное. Пока до Атилы еще не дошли. Башлам, ТикТок, болбяш, маяц, болбяш, мухиной. Прислали с ТикТока сегодня. Может, у нас не работает, в других местах-то он работает. Может, через VPN он работает, опять же. Меня нет в ТикТоке. Я когда-то там регистрировался, но мне начали. Вот, Башлам. Прислали с ТикТока сегодня. Может, у нас не работает, в других местах-то он работает. Может, через VPN он работает, опять же. Меня нет в ТикТоке. Я когда-то там регистрировался. Шлам.
Отправлю домой. Понял? Я не знаю, от кого ты появился и что ты вообще такое. Шейх Мансур — это первый имам Кавказа. Саид Миржоев, который был в эфире, я заходил в директ, в директе ничего от тебя нету, никаких там статей нету, поэтому я не знаю, о чем ты вообще говоришь. Меня упрекал в том, что я валикум ассалам, якобы. Вот третий страйк. Давайте отправим этого HA-листа. Давай. Домой. Пошел. Правильно. Вот так, не имеющий ни мужества, ни совести, отправляем его куда подальше. Да, можно было после второго страйка, брат. Абсолютно с тобой согласен. Задавайте вопросы. Или если у вас кто хочет отправить запрос, отправляйте. Башлам, каков график проведения прямых эфиров? Я первый раз зашел. Сталкер. Прямые эфиры всегда у нас проходили пятница, суббота, воскресенье. С 10 или в 10 часов, или в 11 часов вечера. Всегда проходили. Но сейчас в связи с техническим сбоем, точнее у нас мой телефон накрылся, мы работаем или в пятницу, или в субботу. С 10 до 11. Заходишь, смотришь. Если 11 часов ночи нету в пятницу, значит обязательно будет в субботу. Или в пятницу, или в субботу. У нас график такой. Ну, скоро мы, я надеюсь, посмотрим. Постараюсь вернуть как бы общий режим нашей работы. Айса пишет: запомни, для ингушей ты являешься кровным врагом номер 1 за всю ложь, которая льется на твоем канале и в твои кодлы. Айса, с Ютуба ты написал: я не должен быть врагом номер 1 для вас или для кого-либо. Мне это без разницы, что ты там говоришь или что ты там делаешь. Для меня важна правда. Я опровергаю ложь. Никого не трогаю, никому ничего не говорю, если не трогают мой народ и мою историю. Вы должны решать проблемы, которые есть у вас. То есть оскорбляют наш народ, называют наши непосредственно земли и так далее и тому подобное. Если у вас это прокатывает, и вы хотите, чтобы это всегда оставалось так, этого не будет. Понимаешь? Мне ничего не надо, Айса. Ты иди купи что-нибудь Бузуртанову сам. Или Абадиеву купи. Или всем остальным, кто пишет. Не плачь, не приходи ко мне в эфир и не плачь. Веди себя достойно. Как мужчина себя веди. Понты оставь, пустые разговоры оставь. Алейкум салам. Просто веди себя достойно. Задавай вопросы. Если я в чем-то не прав, докажи мне. Если вы не будете закидывать чеченские земли, Ачхой Мартан, Урус Мартан, говорить, что это ваши земли и так далее и тому подобное, я клянусь именем Аллаха, Валлахи Билай Талай, мне дела до вас нету и никогда не было. Никогда не было. Вот и все. А так, врагом, не врагом, очень просто видеть во мне врага. Это самое простое. Я-то простой смертный. Это очень простое. Реальных своих врагов нужно вам бояться. Не меня. Я никому не враг. Я, наверное, самый из вас миролюбивых здесь, кто сидит. Но я не люблю
пустые понты и разговоры. Сегодня я закинул пост. Допустим, закинул пост о принятии закона там, о том, что воздействовали, быстро решили вопрос, чтобы не называли предателями народа. Кстати, в этом посту имеется в виду и ты, и твои предки, и твой народ, как ты называешь. Это и не для них благо. Понимаешь? Башлам был документ, что Шурма, имам Кавказа, контролировал Дарьял. Где не контролировал, там говорилось, что он нападал вплоть до Владикавказа. Такого документа, который контролировал Дарьял, у меня не было, по крайней мере. Вот. А так, документы и все остальное. Если ты говоришь, что я хочу тебя огорчить. Айса с Ютуба, который говорит, что он там всем врага. А ко мне из Ингушетии приезжают ингуши. Валлахи, биллахи, таллахи. Я с ними встречался. Я с ними разговаривал. И ни один из них не назвал меня ни врагом и не сказал мне ничего плохого. И они во много раз сильнее и круче тебя. Мы поговорили, пообщались, и все. Никто не хочет фитны, никто не хочет лжи. Ни с вашей стороны, ни с нашей стороны. Если я не прав, Буаршавала, любой человек может нажать, отправить запрос и сказать, здесь ты нас обвинил, оскорбил, хоть один пост покажите, хоть одно место покажите, а потом мы будем говорить. Башлам видел, как и Абу Умар обсуждают Чечню. Я не смотрю ни того, ни другого. Валлахи, биллахи, таллахи, не смотрю. Я надеюсь, что Чечня, Нохчичу, алейкум ассалам, была, есть и останется родиной нашего народа. И мы будем хозяева на своей земле. По милости Всевышнего Аллаха. Никто либо другой не имеет права обсуждать или осуждать, или говорить что-то о чеченском народе. Мы сами должны быть кузнецами своего счастья. Своей родины, своей истории. Да, ислам один на всех. Я тут не спорю. Но я считаю, что каждый из этих людей, кого ты назвал, да, должен полностью привести порядок в первую очередь у себя на родине. Вот. После этого уже заниматься. Ни больше, ни меньше. Это мое мнение. Я пытаюсь что-то сделать, я пытаюсь как-то помочь, я пытаюсь как-то... Еще раз повторюсь, сотни людей, даже когда я в основном хожу пешком, когда меня видят, подходят, здороваются, просто благодарят, говорят, ДРС Хейл. Сотни людей за работу. Никто мне за это ничего не платит, не делает, ничего такого нет. Сталкер у меня спросил насчет эфиров. Я ответил. И многие знают, что у меня есть пока технические проблемы. Увидите, я сегодня зашел 3-4 раза. И проблемы. Я объяснил. Он заходит, у него нету больше никаких аргументов. У него нету мужества зайти поговорить, сказать. Не материться, ничего сказать. Вот здесь ты врешь. Вот здесь ты фитну делаешь, вот здесь ты стравливаешь. Покажи. Я говорю каждому, покажите. Мадиц Харстейк. Не был и никогда не будет Бамут вашим. И все остальная наша Родина. Я уже дальше и не говорю. Ваши говорят чистую правду, а мои все обманывают. Мои все плохие. Закинул пост вот потомка Мухаджира.
Я этот пост закинул как сплачивающий. Ему нету разницы, там Галга или Нохчи. Он говорит, тут одно, мы одно целое. А ведь первый этот пост загрузил не я. Его закидывали чуть ли не как там, не предателями и так далее и тому подобное. Разные. Считаю ли, было ли это исторически? Я же отвечаю каждому человеку. Да, были одним целым. Сегодня, хвала Аллаху, каждый живет в своей республике. Сегодня я был в Ингушетии. Валлахи, биллахи, талахи был. Никто, ни один человек мне ни слова не сказал. Не тронул. Никаких претензий. Был, пообщался, приехал к себе домой. А какой-то Чингачгук заскакивает в Ютубе и говорит, вот ты это сделал, ты. Я-то могу поклясться за каждое свое деяние. Если я ошибаюсь, я в конце каждого эфира говорю, я прошу прощения, если я кого-то обидел. Руслан, Айделда, адвокат Вацара. Если тебе интересно, иди туда и с ним говори, кто у него там, кто кем является. Еще больше он говорит в этом посту. Да, Умалт, да. Ва алейкум ассалам. Мне нравится, когда говорят правду. Я еще раз говорю, что есть у нас республики, и это наша родина, здесь мы ответим. Здесь Уарствуай, Цьечуай, Олгай, здесь все Нохчи. Мы один народ. Едины, целые. Что у вас там происходит? И как вы там решаете свои вопросы и проблемы? Это меня не волнует и не касается. Меня не касается и даже отношения ваши там с вашими соседями с запада, с севера и так далее и тому подобное. Башлам, ты слышал о новой версии учебника истории? Там говорят, пишут, что народы Кавказа были депортированы. Донна Зарони, ты, кажется, немножко... Ты, кажется, опоздала. Вообще не смотришь, ни новости не смотришь, не читаешь, да? Посмотри пост, который я опубликовал на своей странице. Этот вопрос руководство нашего региона, Чечни, решил, и все исправлено. Ты посмотри, прежде чем кто-либо что-либо сказал, этот вопрос уже давно был на пульсе, и этот вопрос закрытый и решенный. Не знаю, там кто что там подавал, может подавали, но вопрос в том, что Нохчи решили этот вопрос. Достойные представители нашего народа. И этот вопрос уже закрыт, я надеюсь, раз и навсегда. Кто бы не допустил эту ошибку, но они говорят, что ошиблись, Боже, этого не будет. Тоже верно, Ивар 95. Ибраим, не блокируй его, если он не матерится. Исаевич у нас, не блокируй его. Пускай остается в эфире, пускай задает вопросы. Если матерится, заблокируешь. А так не надо блокировать его. Мавилай блокировать. Любые вопросы нелицеприятные, некрасивые. Если там нету мата, можешь отправлять сюда. И я буду отвечать. Там, где я нахожусь, новости в эфире или зашла, и на это нету. Я понимаю тебя, сестренка, но самого такое же положение. Башлам, в одном ролике Нохчи фильм ты был указан как консультант. Вы вместе работаете? По историческим вопросам, когда меня спрашивают, да, конечно. Я с многими общаюсь и многим помогаю, чтобы люди не совершали ошибки. Есть моменты политкорректные, нужно соблюдать их. Мы живем в рамках закона, российской юриспруденции. Нужно быть умнее, чем
некоторые. За помелом нужно следить. Багандолда диез. Изучать историю как науку, гуманитарий, это хорошо, это поощряется. Но все должно быть в рамках закона. Хайкалихал диезвой. Деба, деша, даха, сархоми нохчихам. 3D. Деба, деша, даха. Деба, размножайтесь. Вай мах, вай лат, вай маргал шайг, вай уйор. Деша. Шу деш дала, шу айга дирдац, шу хайкли хирду, шу мокш хирду, дикшметя, докшметя, дыршка, шей махка, ара, лакршметя, болбеш хирду. Даха. Массаря халх дала цагерч. Цажим хаз дахи вай. Есть у каждой вещи своя философия. Саид Миржоев. Запрос хаяйта ас. Принять Цаюбар, ты говорил, что я не принимаю запрос. Я принимаю твой запрос. Отправь сейчас. Я когда зачитывал, не мог этого увидеть и зачитать. И я проверил в директ. В директе нету ничего подобного. А ты говоришь, я тебя отправил. Я в директе ничего не видел. Где я делал пост про ваши взаимоотношения, алейкум ассалам, с Осетией, или начал я защищать осетинцев, или кабардинцев, или кого-либо. Где этот пост? Или что я сделал? Отправь запрос, ты же говоришь, я запрос отправил, я не принимаю. Не было такого. Я сейчас в дороге, я отправлю, как только доеду. Хорошо. Хорошо, надеюсь. В директ, что? Умаца я отдал, ты в директ мне ничего не отправлял. Ждем. Я надеюсь, у меня еще будет уже как минимум 2 часа трафика. Я прожег, не сохранил. Еще раз хочу повториться. Все, кто хочет посмотреть полный стрим, эфир в ютубе, www.bashlam.live 39.live на YouTube канале. Увидите полную версию. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. У нас не трогают гостей, но как-нибудь мы побеседуем с глазу на глаз, хотя бы посмотреть тебе в глаза. Еще вопросы. Ты считаешь, что ты не ответственен за комы под твоим эфиром? Да, я не считаю себя ответственным за кому под моим эфиром. Это раз. Во-вторых, ты говоришь, хотел бы с глазу на глаз. Что ты хочешь спросить с глазу на глаз? Для начала наберись мужества, Айса. Зайди в Инстаграм, отправь мне прямой запрос, и ты можешь с глазу на глаз со мной поговорить. Гостей никто не трогает. Нормальный человек никогда не трогает. Пустыми словами не бросается, понты не бросает. Тем более, если мусульмане. Тебе Бог дал язык, чтобы говорить, излагать, не материться, не обсуждать материнские, отцовские интимные места, как любят это многие делать. Тебе Бог дал язык, чтобы ты говорил с себе подобным, с человеком, если ты homo sapiens, конечно, не homo erectus. Это только конченый баран сразу берется за нож, за ТБ, за пистолет и пытается кого-то убить. Нужно говорить с людьми. Мы в 21 веке живем. За оружие браться много ума не надо. Убить человека много ума не надо. Это может сделать каждый, любой национальности. Умственно больной, причем это может сделать. Вот. Лампочка Ильича, походу. Поэтому подумай сам, что ты даже пишешь. Как-нибудь побеседовать, тебе проблемы нету. Зайди в директ, напиши свой телефонный номер, приезжай, в любом месте встретимся. Если ты хочешь, чтобы я приехал к тебе, как-нибудь, когда я очередной раз буду там, я тебе наберу. Никаких проблем нету. Я от тебя что бегаю, я тебя боюсь, что ли?
Ты кто такой, чтобы я тебе боялся? Хочешь нормально говорить? Пожалуйста. За комментарии ты говоришь. Ну вот я тебе сейчас зачитал документ. Вот все услышали этот документ. Написал некий в Одноклассниках там, под именем Хамзат Фаргиев, говорят. Я не знаю, я не уверен даже, что это Хамзат. Ты отвечаешь, ты говоришь, что вот все, что написано в этой статье, правда. Ты можешь за это ответить? Нет, не можешь. Моих подписчиков, кто бы ни был в прямом эфире, здесь и в Ютубе, я не допускаю мата. Я говорю, не материться. И почему здесь наши сестры, здесь старшее поколение. Бог танишму, кигинишму. Говорите корректно, культурно, не материтесь. Да, какие-то перепалки. Если у вас есть какие-то личные соображения, пожалуйста, идите в директ между собой, поговорите. Но здесь я не позволяю никому материться. Это самая тупая отмазка, ты не отвечаешь за... Я, конечно, не отвечаю. Я сюда зашел поговорить об истории. О каких-то моментах исторических, географических, с людьми пообщаться, узнать их мнение. И если они некрасиво, некультурно, я им объясню, 1-2 раза скажу, на 3-й раз, если не понимают, заблокирую. Какой бы он национальности не был. Но нужно уметь SD. Надо уметь говорить. Ты же не баран, не чабан. Хотя не в оскорблении чабанов я имею. Ты умеешь говорить и слагай свою мысль. Ты же писать умеешь на русском языке. Спроси, в чем я не прав. Докажи мне. А за комментарий, каждый человек, который пишет комментарий, он сам может ответить за себя. Зайди к нему в директ и спроси, что ты, как ты сказал. И все. Много ума материться, оскорблять не надо. А вот доказать, если я не прав, скажи, да, не прав ты. Обоснуй это. Если я не прав, я попрошу прощения у тебя даже. Но это не трудно. Всевышний нам дал язык, мы мусульмане, мы должны общаться и решать вопросы спорные, ложные. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şey ummata vatsmayla piç buçvek. Da asfrek bak hese ho piç buçvela piç mabak ba asfrek. Nokçi lat nokçi kam mahye diye бахас. Piç mabit цат вахляц баас. В чем я не прав? Вроде говорю нормально. Эдди Док. Ассаламу алейкум. Баркал брат, сатон и достоинство, с которым ты ведешь беседы. Дерез Хылмасана. Башлам, правда, что адыги-кочевники, сегодня грузинский блогер говорил адыге, апсуа кочевники? Нет, он сказку несет, чушь несет. Адыгейцы не кочевники. Нагайцы кочевники, адыгейцы нет. Адыгейцы чисто автохтонный народ. Я могу с тобой с глазу на глаз, ничего себе. Ахмад ахьяца. Умал тавала, цаумаца вишется. Ларда вистхил бог хрюк. Киумаца бог. Грузинский блог говорил это в ТикТоке. Ну да, в ТикТоке. Так, точнее в эфир говорил. Нохчу. Ассаламу алейкум, башлам алейкум. У меня вопрос. Были ли те, кто угрожал тебе, показывал лицо? Пока не было, Ибраим. Нохчу, не было. Честно сказать, я не знаю даже, кто. Угрожали и убьют и остальное. Хотя я ни у кого ничего не забирал. Ни дом не забирал, ни сестру, ни брата. Никого не оскорблял. Ты второй раз обвинил меня в немужестве и в каких-то понтах. Но я понимаю, что ты, видать, по возрасту, Айса, ты, видать, моложе меня. Может, ты не понимаешь. Я тебя в понтах не обвинил. Я тебе пример привожу. Еще раз. Я тебе не говорю, что ты не мужчина, я тебе не говорю. Ты говоришь с глазу на глаз поговорить. Я тебе говорю, тогда наберись мужества. Мужество. Я не говорю, что у тебя нет мужества. Я тебе говорю, набери мужество. Зачем что-то куда-то отталкивать? Отправь запрос, зайди и скажи, где я обвинил, оскорбил тебя, твой народ,
тейп, тукум, шахар или что-либо угодно. Просто поговори, я тебе говорю. Я тебя не заставляю. Тебя Всевышний создал мужчина, я не знаю, кто ты, какой национальности даже не знаю. Поэтому я тебе примеры привожу, чтобы ты понял, чтобы до тебя дошло. Но ты видишь в этом только оскорбление. Я разве тебя оскорбляю? Я разве тебя матерю? Нет. Я говорю, не нужно вообще любому человеку, и мне не нужно бросаться понтами, бросаться в каких-то оскорблениях. Только это. Я не матерюсь практически никогда. Неужели не понимаешь, что ты принес столько вреда, что аналогов тому нет? Ты знаешь, я принес столько вреда, что аналогов нет, ты говоришь. Но я тебе говорю, докажи это мне. Один пост покажи мне, где я принес вред. Хоть одному человеку просто с ноготок, чтобы я вред принес. В изучении истории нету вреда. Опровержение лжи нету вреда. Народы я не стравливал. Я открываю людям глаза на ложь. Если ты не лжешь, если ты не бросаешь понты, если ты что-либо плохое не делаешь, это все тебя не касается. И ты должен это пропустить мимо себя. Но если это тебя касается, ты будешь вести дискуссию, речь, как ты сейчас это делаешь. Ты меня обвиняешь в чем-то, но не говоришь в чем. Ну в чем ты меня обвиняешь? Конкретно скажи, вот здесь ты виноват. В чем? Чтобы тебе писать было нетрудно, я тебе поэтому сказал, выйди в эфир. И все. Мне не надо, чтобы ты выходил в эфир. Если ты думаешь, у меня нужда в тебе, валлахи нету. Просто ты долго отвечаешь. Мне проще было бы с тобой дискуссию вести и показывать тебе. Ты показал бы себя, я показываю себя. Я же не прячу, я не обманываю никого. Я не оскорбляю народы, я не стравливаю народы. Я говорю, не клевещ. Как бы тебе объяснить? Не вести беседу таким образом. Я хочу, чтобы до тебя дошло. Чтобы кого-либо оскорблять из соседних народов, у меня нету этого. Ни желания нету, ничего нету. Но я блогер, исторический блогер, и мне люди присылают вопросы. Тысячами ролики, вопросы. Я сортирую, убираю их. Это может быть ауховский вопрос, это может быть панкиси, кистинский вопрос. Это может быть Адзурцукети, это может быть там, я не знаю, о чем угодно. Кроме вас есть еще вокруг нас много кто живет. Я с ними веду дискуссию, со всеми веду дискуссию. И если больше ваших статей против написанных наш адрес, ну не надо же кому-то отвечать и убирать это. Если это не вы делаете, значит, есть люди, которые вас подставляют. Найдите их, накажите их. Мы же со своими можем разобраться. Если они такое либо сделают. Так, дальше. Да, это инсусан. Ассаламу алейкум, башлам. Чару, но буде, ночи буде чару. Цен ночи бу. Башлам противостоит ваше лжи, тебе не нравится. Ща и да, цасунум ца, хэ бошу мадас. Я пытаюсь наоборот максимально говорить со всеми культурно. И никого никогда не задеваю. Это ты обвинил меня в том, что за шейх задонатил, шах ДРС хэл, да духуахуэл, да съедоил, за то, что не забываешь поддерживать меня и наш канал. Ты обвинил меня в том, что чтобы мне кто-то что-то купил и так далее и тому подобное.
Дорогие Хотя друзья, я об не этом забудьте слова не ставить говорю. лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо. Вопросы? Есть у кого еще вопросы? Ибрahim, если есть вопросы, отправляй. С Ютуба отвечу. Дорогие друзья, не забудьте 2 ставить человека лайки и с Ютуба подписаться на канал, кто и еще 3 не человека подписался. с Баркал, всем Инстаграма. спасибо. Да, поддержали сегодня канал наш. Башлам, откуда берет начало кавказская одежда, национальная одежда? Этот вопрос задавали, но по этому вопросу, кажется, в прошлом эфире задавали. Дело в том, что мы открывали, обсуждали много раз. Я, кажется, даже публикации делал. У каждой национальности есть своя одежда, какое-то отличие от них в одежде. Но в основном русские первые расширение Российской империи на Кавказе, в Закавказье происходило с запада на восток. Вы должны понимать, и само собой первыми они столкнулись непосредственно с адыгами. То бишь их называют сегодня, уже разделили на несколько частей. Сегодня адыги отдельно называют, кабардинцы отдельно называют, черкесы отдельно называют. Так вот, одежду начали называть черкесской, потому что первую эту одежду увидели они у черкесов. Оттуда это пошло название, что якобы черкесская. Но у каждой национальности, у каждого из кавказцев отличительная черта, каждая одежда своя национальность. Национальная. У черкесов черкесская, у новчи там своя и так далее и тому подобное. Название она получила общее, обобщенное, как черкесская. Еще раз, экспансия шла, экспансия, расширение Российской империи с запада на восток, с севера на восток. И первые они столкнулись непосредственно с черкесами. Потому что огромная территория была за адыгами. Адыги и черкесы. Оттуда появилось название черкесское. Что касается там газырей, что касается головного убора, бушмета и так далее, что бы это ни было. И еще кто-то поддержал нас. И кто это, мне не написано. Кто бы это ни был, ДРС Хилл, Далси Дойл, огромная благодарность за поддержку. То, что не забывайте поддерживать наш канал. Хотя я реквизиты свои не выставил. Башлам, откуда берет начало? Вот по этому вопросу так вот. По каждому, это очень расширенный вопрос, по каждой из вещей, это огромная научная работа даже. Какой был пояс? Допустим, сейчас мне прислали пояс одного представителя из Нохчи Тейпов, Нохчи народа, общая чеченская, по номеру. Бакер, Россельхозбанк прислал, я не знаю. А так, да, у меня привязана карта к номеру. Что я хотел сказать? Пока вот пояс из чеченского тейпа прислали мне. Он своеобразный. Брат Амад поддержал. Амад, да, духу ахуэл, да, сидуэль. Родина мать тебя не забудет. Я знаю, как тебе тяжело, но да, ты выстоишь, Амад. Сделаем все лучшим образом. Нас мало, но мы держимся, да, Аллах. И я горжусь, что у меня есть такой брат. Это Амаду. Знает, про кого я говорю. А по каждой одежде есть отдельная работа, но большой труд. Вот что касается пояса, я скоро опубликую его. Некоторые люди приписывали к себе, но они сохранились. Он, если я не ошибаюсь, то ли с 17-18 века сохранился этот пояс, наконечники. На пояснице прям, это мужской пояс. Он из поколения в поколение они передают, они ногчи передают его своему сыну, то есть дедушке к сыну и так далее переходит. Поэтому
по каждой из них это очень объемная большая работа. А что ты можешь рассказать о головном уборе куркуй? Куркуй я не знаю. Есть сюликуй, есть нохчикуй. Нохчикуй он высокий, сюликуй он короткий, из каракульчи, если ты про него говоришь. Понял, Тимур? Я думал, если я реквизиты не выставлю, то когда выставляешь, никто не помогает долго, а если не выставлю, вообще никто. Ну, видите, ДРС, Тимур, да, за поддержку. Вот эти две шапки я знаю. Ну, одна там есть небольшая с религиозной подоплекой, нохчикуй, из каракульчи, которая. Полхоской есть еще, да, абсолютно верно. Но я, честно сказать, не могу сказать однозначно, откуда название. Это про каждую частицу одежды рассказать, написать, собрать момент и закинуть я могу. У меня есть еще одна статья, что вот эти высокие шапки из каракульчи, и про них, и про тех британских военных, которые сегодня находятся, драгуны, их, кажется, называют драгунский полк, кажется, английская королева, которая охраняет высокие. И есть такой небольшой анализ, откуда он появился. Опять же, достоверной информации нету. А у них он из другого меха, но вообще они говорят, что они увидели это во время то ли Первой мировой войны, увидели и переняли у кавказцев. Но эта информация, как бы мне еще нужно ее доработать. Но что, Башлам, ты хотя бы обозначь, что не про Ахмада Дудаева говоришь, а то вижу, монобровь ждет от тебя. Причем тут Ахмад Дудаев? Ахмад Дудаев вообще не уверен, что он за ногчикуй от Гуно задонатил. Гуно за ногчикуй задонатил. Ахмад Дудаев вообще при чем? Я не уверен, что он сидит на где-то. Это другой Ахмад. Там я говорю о своем брате Ахмаде. Ахмад Дудаев министр. Причем тут министры, таких крутых людей здесь не бывает, если не стукачат. Обычно, когда стукачили, раньше ко мне заходили первые лица. А так сейчас, в принципе, смысла стукач нету. Хотя они все равно время от времени стукачат. Хотя, что, мы про историю говорим. Ничего противозаконного, все во благо нашего народа, поэтому мне никто не донатит, ни моноброви, никому остальным хочу предупредить. Мне из высокопоставленных пока не, по крайней мере, в последние годы вообще никого не было здесь. И никто не донатил. Если бы они донатили, может быть, у меня и не было бы таких многих технических проблем, которые есть у меня сегодня. Ну да ладно, сейчас не об этом речь. Я думаю, Ахмад понял, про кого я говорю сам. Где ты слышал куркуй? У кого-то в передаче историк был. Я не знаю, куркуй я не слышал. Нохчикуй есть, холхозыркуй, холхозкуй, сюликуй есть у меня. Они есть разные градации. Пяс есть. Я не знал, про пяс статья есть тоже, я еще не публиковал. Опубликовал один из соседей, норнеец, написал, что пастку есть еще, говорит, пастку есть еще, говорит, один из наших подписчиков и задонатил под этим. Пастку и... Я слышал об этом, ты говоришь о тех, которые в 15-16 веке, которые на картинах изучены, нарисованы, да? Я о них слышал. Ну, честно сказать, подтверждающего ничего не нашел. Я так думаю, что это все-таки пяс югинс лилшил, вот то, что есть национальные, непосредственно национальные пяс, которые у нас есть. Я думаю, что это от
с тех пор она не изменила форму. Чуть-чуть просто она появилась, исправлена. Но еще раз говорю, появился пост, где написано, что это национальный головной убор одного из соседних регионов. Чтобы не обидеть Айсу, не буду говорить, а он сразу скажет, опять же, что-то. Ну, надеюсь, Айса меня понял, раз не пишет да больше комментарий, значит, он понял меня и не обиделся ни на что. Никого не хочу ни обидеть, ни задеть. Умалт, не теряйся, братан. Вот. Насколько я знаю, 1, 2, 3. Ну, да, сейчас вы можете сказать о Курхарсе, но это совсем другое. Башлам, прикинь, до сих пор тебя постит, но почему-то теперь... Я, честно сказать, этот вопрос мы оставили сейчас 2 дня, я подожду. Пасткуй, понял. Пасткуй, понял, о чем ты говоришь. Пасткуй. Картонса, вовсе, пасткуй, але я неправильно прочел. По этим вопросам я, конечно, отвечу скоро. Надеюсь, что уже в следующий наш прямой эфир я отвечу. Еще раз, все, кто сейчас смотрит эфир, зашел или вышел, полную версию эфира вы можете посмотреть на YouTube канале. Инстаграм я пока сохранить не могу по техническим проблемам. Мы сохранить на Инстаграм канале пока не можем, но надеюсь, что сможем. Да, еще появилась какая-то функция, говорят, мне прислали, мета или как это называется, где можно получить официальную синюю галочку. Я связывался с нашим братом, он в Америке, кажется, живет, но он говорит, это платная услуга. То есть синюю галочку нужно купить, говорят. Вот. YouTube канал, вот Ибраим скинул, bashlam39.live. Я отца слышал, всегда говорил, одень паст, одень. Пастку, это вот, который обтягивающую. Не хочу ее русскую версию называть, я знаю, как ее называют, но если это обтягивающая такая паста, обтягивающая. Прям есть вопросы в Ютубе, если есть, отправляйте, быстрее задавайте. Я боюсь, что чтобы у нас эфир не закончился окончательно, пока у нас. Я сегодня зашел немножко поздно. Ну вот. На радость Завтра у нас нарниться. выходной, я мог бы, конечно, еще и больше провести, но боюсь, что не вытянет. Уже 4-й раз сегодня я захожу в эфир, выкидывает, захожу, начинаю разговор, выкидывает. Поэтому хотелось бы сохранить. Да, я же вам говорю, первые 2 раза зашел, и он когда выкинул, он статистику мне показал, 181 человек за какие-то 5-10 минут, когда я зашел. Жестко глючит Инстаграм, не показывает конкретное количество людей. Не знаю почему, но статистические данные он показал мне сразу. Невозможно просто-напросто как бы не думать, что статистика от Инстаграм будет врать настолько. Башлам, знаешь, есть вопрос. Задавай, если есть вопрос. Да, обтягивающая шапка, спортивная ее называют еще некоторые более культурные люди. А так у нее есть другое название. Вот. Некоторые бомбончики отрезают с этих шапок. Так, и у нас... зачитываю, поскольку я донат должен зачитывать. На радость нарнийцам. Вот такой донат прислали с таким названием. Да, нарнийцы обрадуются.
сестра Таиса. У них инфаркт бывает, когда вы поддерживаете, помогаете. Начинает сразу. Нохчикуй, Халхаскуй, Бухарикуй. Ну, Бухари, ладно, Песткуй, Бехткуй, домашнее перед сном. Честно сказать, Нохчикуй Хаза, Халхаскуй Кез Хаза, Бухарикуй Ош Сахаза. Но Бухари, я знаю, что это тюркское слово. У них оно значит совсем другое, поэтому не знаю. Бехткуй не слышал, не буду врать. Про имама и Байсангура и Абрека или любого из нашего героя нельзя ли сделать в театре пьесу про них? Я думаю, что она есть, я не знаю. Это нужно обращаться в Министерство культуры. Может есть, может нету. Это уже вопросы не ко мне. Но я уверен, возможно, он и есть. Но это решение принимается не на уровне непосредственно меня или кого-либо. Да, общественность, если есть, должен быть продюсер. Я понял. Должен быть продюсер, должна быть постановка. Там-то есть и Зелимхан, Харачо Зелимхан, Бойс Харбено, Ушурм, шейх Мансур, первый имам Кавказа, Бейбулат Таймиев, есть наши национальные герои, Ади Сурху, наш национальный герой. Сколько их еще? Про всех можно было поставить, но я не знаю. Формата театрального я не знаю. Может, если бы я читал, занимался этим, там, Милу Швайб Мулацин, это же исторические герои, и снимать их в театре, показывать их. Я думаю, это немножко Борзайл. Не та тема. Как-то это неправильно будет. Это больше будет смахивать на фильм, во-первых. Там можно какие-то моменты, конечно, Ади Сурхо, какие-то короткие моменты из их жизни. Но это не ко мне. Это не ко мне, это Министерство культуры. Больше. По мне это история, по мне это география. Мы начали изучать с вами вместе мифы и предания чеченского народа. Я вам даже все не зачитал. Там очень много интересно. И про Ади Сурхо, и остальных многих наших. Про Хампашу Нурадилов есть, но Хампаша Нурадилов, извини меня, Хампаша Нурадилов герой Советского Союза. Это совсем другая эпоха и совсем другой человек. Ты тоже сравнил. Про него кто будет против? Барсайл, вроде взрослый человек, я говорю, что такие вещи есть разные. Ладно, не буду сейчас углубляться, не хочу на радость нарнийцам давать пищу для размышлений или догадок, чтобы они переворачивали это все. Идея хорошая, но это не ко мне, честно сказать. Вопрос, это все зависит от тех людей, которые ходят в театр. Если у нас есть целое культурное наследие, которые бы ходили туда, в театр, обогащались, люди, которые рисуют прекрасно, выставляют картины в галереях. Есть у нас молодые ребята и люди, которые изучают гончарное изделие. Есть у нас великолепные кузницы, где до сих пор делают национальное оружие. Но есть у нас великолепные, опять же, мастера, которые делают шапки, ювелирные изделия. Есть национальные непосредственно музыкальные инструменты, которые делают. Все у нас это есть, просто уделять нужно. Есть те, которые работают по дереву, великолепные плотники, просто золотые руки. Есть великолепные каменщики, которые могут просто такую башню построить, нашу национальную, имеется в виду. Бау. Это просто великолепно. Истанги есть мастера великолепные. Причем мастера есть как женского пола, так и мужского пола.
Так что у нас, у нашего народа золотые руки. Те, которые делают машины, я уже их сколько публиковал, которые вот просто-напросто своими, впервые эти четырехмостовые КАМАЗы, когда нигде ни у кого не было, я увидел у нас нефтевозы, которые были, делали. Не было в то время ни одного, ни КАМАЗа, ни МАЗа четырехмостового. Ногчи сделали. Много, очень много интересных вещей. Русланбек поддержал наш канал. Русланбек дал сей дуэль, дал духуахуэл, дал саа дуэль, ашлоч толдака. Валикум ассалам. Поэтому я могу говорить много-много, кто помогает, много-много, кто делает работы профессионально. Вот. Есть у нас великолепные мастера и шеф-повара, которые занимают самые высокие места на международной арене. Про спорт я вообще молчу, про военных я вообще молчу. Это две вещи, которые у нас просто в крови. Что вам еще можно сказать? Про каждую можно. Великолепные лингвисты. Я знаю золотых девочек, представителей нашего народа, которые знают великолепно корейский язык, работают в Южной Корее, есть, которые великолепно знают японский язык, работают вместе с японскими компаниями. Я знаю, что есть наши дикторы на CNN, американские телекомпании, Нохчи, наши сестры работают. Есть те ногчи, которые работают в Бундестаге, то есть в германском, в немецком парламенте. Есть ребята, которые занимали на самом сложнейшем немецком языке, самый сложнейший диалект, если я не ошибаюсь, это гессенский. Есть молодые ногчи, которые занимали самые высокие баллы, и они говорили настолько чисто и красиво на немецком языке, что немцы ставили им самые высокие баллы. О них всех я пишу, я публикую, я делаю это по мере возможности, иншаллах, и буду делать. И благодаря все вам, вы сразу скидываете какая-то информация, мы сразу публикуем. Большую работу провел по борьбе с баллы. О них всех я пишу, я публикую, я делаю это по мере возможности, иншаллах, и буду делать. И благодаря все вам, вы сразу скидываете какая-то информация, мы сразу публикуем. Большую работу провел по борьбе с прошу прощения, очередная проблема. Но ничего, будем, по крайней мере, пытаться что-то изменить, что-то сделать в лучшую сторону.
Про каждого из этих мастеров, специалистов я делаю, закидываю, присылайте. Все, что касается нашего народа, нахчего народа, присылайте. Религиозные деятельности. Материалов у меня очень много набралось. Но, понимаете, какая ситуация? Ролик вроде бы не столько значимый. Я хочу, чтобы у вас было понятие. В Ютубе ролик, где голливудский фильм «Белые воротнички» говорит о том, что у него есть шпион в Гудермесе, чтобы было понятно, за какие-то 2 часа, 3 часа набрал 7000 просмотров. В Ютубе. 7000 просмотров. Это буквально, вроде бы тебе кажется, что это не важно, что остальное. Но иногда закидываешь такие на Жаюрт, открытие мечети. 3-4 тысячи просмотров. А это открытие мечети, которое я закидываю, горное, Нижлой. Сход нижлоевцев был. Да, Духдах Буэлеш, Междик Хадвеш. 19 века, начало 19 века мечеть открывали. Выстреливают. А иногда ты закидываешь особенно важную историческую карту и важные вопросы по истории. 100-150 просмотров. Лайков не дождешься. Там, хотя бы поставьте сердечко, палец, что-нибудь. Но это важно, чтобы продвигать. Чем больше вы ставите лайков, чем больше вы там 1 слово, 2 слова хорошие напишите, он выходит в топ. Поэтому мне приходится историю закидывать, спорт закидывать, современно закидывать. Европе нохчер, Панкисер нохчер, Иордания нохчер, везде. Поэтому пытаюсь везде все взять. Но напечатать книгу, напечатать здесь, собрать вас. Я пытаюсь максимально, чтобы вы раскинули. В WhatsApp раскидывайте, в YouTube раскидывайте. Давайте соберем. Я вам клянусь, цапейда боч, воин ala бол бяш, муахт бяч, воих воник дюч. Ролик шел, канал 20, 30, 50 тысяч. Мгновенно набирает. Я не хочу никого обвинять и оскорблять. Насильно хакайк биртулся. Жалобствующий, юэлэкший, ой, майялах, майялах, ва садама вилла. Ада вилла хокана волдера, летсем сторож. Поэтому надо консолидация, отспой. Тамана бровна, евда юли, цахум шуйца, ах, цунах диеш, так ухонах, ты хоштерлицам бал бяшутся ба, хокагабен бал бяшутся ба, хохокуна. Мое старое, то, что я там по молодости, в студенческие годы где-то там был, здесь был. Кому какое дело, чем я занимался когда-то? Я могу быть плохим, хорошим, я могу бухать, я могу курить, я могу быть кем угодно. Но если я занимаюсь, рассказываю историю, я не о своей же истории рассказываю. Я не свою жизнь веду. Я рассказываю об истории, которая пишется, которая публикуется, зачитываю, делюсь с вами о истории вашего и нашего единого народа. Понимаете? Мне без разницы. Мне без разницы, там, какой там тейп, что. Я и про тейпы пишу, и про сестру. Единый народ мне важен. Нохчий народ. Наша география. Но мы не можем, послушайте меня. Я с некоторыми близкими друзьями, некоторыми общаюсь. Я поражаюсь, насколько аполитичные рассуждения у этих людей. Тадель чудовой лад. Ой, вежри бацу, ой, гордацу, ой, амуло, да. Ой, бусул, буал. Кто тебе даст, кто вот со бусул? Сун мела арсовон, мединти, асун лат лурдуй, дат. Сун Мекка лат лурдуй, дат. Сун Палестине лат лурдуй, именно Иерусалиме, дат. Со бусул ба, сун сайдин диез, сун сига аля арк маслаба хасам. Сун лурдуй, сун ламацало и. Уэлчо бусул бош, шейгар бусул дин дайс дяжна бош, аслон бой бусул на. Они сидят на самых священных землях, но они не дают мне туда селиться. Не дают. А вы просто с барского плеча тадель шударой.
Да, дальше идут, потом у нас нету. Что вы оставите своим потом? Деба дезвой, дяжа дезвой, цабах беш бу. Ах миллион Европер цабор бу, жим бу. Цаюаш бу. Россия цабор бу. Цьенуаш дез, лат дез, мах без, юрт дез. А шайк даерш, мич хоушу гайшу. В многоэтажке всех поселить собирает всех? Маловероятно. Мало кто уже на старости лет, 40-50 лет, когда сидеть в квартирах, никто не хочет этого делать. Поэтому я, честно сказать, когда вы раздаете земли, дало дело, но к чему бог бушун шаш. Ца сема шкару. Вож кречен, шами юртару. Вож это самое, что не есть западный сектор. Они прекрасно должны понять, в чем там проблема. Да они и знают это. Тадель шудорвой. Проблемы. Харду и вожду. Представьте, если бы ауховцы сказали бы, аухаш эляр, да, ума да царизм, талатниш царгахилар, кыдык, тунца юшт хайлатниш юния ачмухырдыр. Я не понимаю, честно сказать. Единственная цель делить чеченцев выражает наивность у некоторых чеченцев, которые его слушают, считают, что многие уже начинают понимать, что к чему. Валла, честно сказать, до политики у меня вообще апатия. Мне бы, конечно, нам консолидироваться максимально. Я не знаю, какие ценности мы хотим. Все говорят о каких-то мифических государствах, вот это, то. Но на элементарно простых вещах мы не можем договориться. Я вот этого не могу никак понять. Я не про политические партии говорю, чтобы вы знали, опять же. Я говорю на историческом поприще. Да и не только на культурном. У нас все, каждый считает себя настолько пафосным, крутым ведущим, я не знаю, блогером, фудблогером. Попросишь у них, вот сейчас ролик вышел у нашего брата Умара Масаева. Хотел найти его номер у группы Ламберт на ютубе. Есть момент, мне нужен буквально полминуты его ролик. Да я бы и указал его. Я нахожу исторические документы. Я могу присоединить к этому ролику хороший исторический документ. Из него вот, из неполноценного становится одно единое целое. Ну ты попросишь. Я еще раз, я еще не говорил с ним. Ну ты попросишь у других там, допустим. Я опубликовал одного Нохчи, который очень хорошо там в Европе. Мы с Ибраимом сделали из 7-минутного 1-минутный ролик, его как бы указали. Гордость, мы гордимся, что есть такой инженер Нохчи. Закинули, он взял, кинул, жалобу. Страйк кинул. Вот я столько делал, я трудился, а вы взяли мой труд, короче. Да никто, тут статья написана о тебе. Даже не о тебе, а о целом народе. Благодарить тебя, твою мать, за то, что ты достойный сын своего народа. Я, честно сказать, таких людей немножко не понимаю. Да, конечно, ты можешь зарабатывать там на блогинге, в ютубе зарабатывать огромные деньги, в тиктоке можешь зарабатывать деньги, но что ты оставляешь для своего народа? Твоя одна нога в могилу уйдет, ты завтра, послезавтра умрешь, этого ничего не останется, если ты под собственным логотипом. Да у чеченцев никогда не любили, когда человек выпячивался только особо, что он не любил никогда. Всегда гордились тем, кто говорит за свой народ, представляет свой народ. Махмуд Асимбаев, как пример.
кто, кому бы, как бы он нравился, не нравился, мировая звезда. Во всем мире его знали. Хасимиков спортсмен, Вараев Адлан, Бувейсар Сайтиев. Вы где-нибудь видели, что Бувейсар говорил, это личная моя заслуга, это только мое. Артур Бетербиев. Они за это лицо нашего народа. Прячутся. Да, я понимаю, мне там многие говорили, коллаборацию сделать там. Но что я могу сказать Тамаю? Я его вот вживую видел на расстоянии 1 метра. Я просто не смог, что бы я ему сказал. Это получилось бы, что я свое мнение, когда он там раздавал деньги, это еще было в начале, сказал ему свое мнение, что вот такие вещи делать среди нашего народа, это нельзя. Нельзя, это не наша культура, это не наши традиции. Да, конкурсы проводить и все остальное, это делают все, пускай ему, очень хочет. Сделал бы я, возможно, я бы сделал коллаборацию с ним. Но опять же, для чего сделал? То, что он оставляет сейчас, то, что он, я как пример привожу, то, что он, валлахи, нисколько я не завидую, или цунтаума, нету к этому, как бы, финансового вопроса, да, но что ты оставляешь, что ты оставляешь после себя? Что ты там зарабатываешь, что ты на крутых тачках ездишь, сзади вертолеты, машины. Ничего из этого не останется. Ничего. А если бы что-то ты сделал для своего народа, где-то, как-то, коллаборацию, что-то интересное рассказать, встретиться, 1 раз, 2 раза, ну, сделай что-нибудь. Я не знаю, если ты считаешь, что сделать что-нибудь для своего народа это провести конкурсы с телефонами только, да я уверен, даже так скажу, да, у многих есть вопросы, проблемы с телефонами или с гаджетами какими-то. А если бы он это сделал бы на уровне, там, допустим, нашей истории, представьте, если вы знаете там нашу историю, какой-нибудь конкурс и разыгрываются такие-то, такие-то. Да, у меня нет возможности ему оплатить никаких, чтобы он там купил телефоны. А если бы он это сделал, 1-2 конкурса совместно со мной или там с кем-либо. Люди даже просто ради того, чтобы провести, чтобы ему подарили этот телефон, Шахид задонатил, Шахид ДРС, ради, чтобы этот телефон бы получить, может быть, прочитали бы книгу историческую какую-нибудь, про село, про башню, про что-нибудь, про географию, заинтересовался и после бы втянулся в это. Разве это не круто? Круто. Полезно это? Конечно, полезно. Чем больше людей будут интересоваться своей историей, своими адатами, традицией, культурой, это было бы круто. Я как пример привел Тамаю. Да, возможно, я не знаю, честно сказать. Возможно, коллаборации с другими какими-то меценатами могли бы посодействовать, посмотреть. Но у нас какие-то... Мы говорим, мне присылают информацию о соседних меценатах, что они спонсируют этого, чтобы те работали против нас. Мне какая от этого... Да, мне для информации, я знаю это. А какая польза от этого нашему народу? Да никакой. Это показывает, что нет у нас никакой консолидации. Я имею в виду наших меценатов и наших блогеров. С тем же Нохчу фильмом, со мной или Нохчу, Васт или остальные. Нас как-то осталось всего там человек 5. Бедолаги, простые люди хотят помочь. Я знаю, что хотят, но у них нет возможности. Кто книгу там дать, кто что-то другую дать. Все. Нет возможности. А меценаты им лопатами гребут. Я просто был шокирован, когда узнал, что есть огромные очереди
И оказывается, на новый iPhone, который стоит там за 270, 290 или сколько он там стоит. Очереди есть, которые, предзаказы есть у которых, некоторых людей. Да, возможно, это хорошо, круто и так далее. Но это опять же индивидуальный подход. А что это от этого будет нашему народу? Нас же не так много. Мы не китайцы, мы не русские, мы не американцы. Нас не миллионы и миллионы. Нас всего-то там 1,5-2 миллиона. Я не знаю. Я думаю, что не все, конечно, у нас все так плохо, как я говорю, не подумать. Хоть о минусах, хоть маленьких минусах мы обсуждаем. Но привлечь внимание с помощью коллаборации стоило бы. Не обязательно кого-нибудь пиарить там. Да, конечно, возможно, и это правильно. Пиарить кого-то и за это зарабатывать. Тоже это своеобразно. Есть public relations, которые огромные миллионы зарабатывают деньги на том, чтобы заниматься пиаром. Ладно. Хоронище, бойко надоин. Дикини каждый найдет то, что ищет. Каждый найдет то, что он сделал для своего народа. Я благодарен каждому, кто пытается каким-то образом содействовать нашему каналу. Мне ничего себе не нужно. Все, что вы делаете, все, что мы делаем, вы пишете, задаете вопросы, эфиры. Это все ради вас. Вы оставите наследие для своего народа. Потому что это в первую очередь история нашего народа. Это традиции нашего народа. Даты, культуры, география нашего народа. Башлам, бесполезно это говорить успешным людям. Но надежду не теряем, иншаллах. Почему они успешны? Потому что нет дел до истории, до НАТО, Байдена, Обамы. Это не волнует успешных. Это бедные люди всегда. Ну, я тебе так скажу. Все войны, все проблемы, трагедии в основном проносят бедные люди. И если те люди, которые сегодня стали сказочно богатыми, не считая новорышей, забудут о том, как мы жили, что было в 2 последних войнах, как тяжело все было. Да, мы потеряны, тогда мы потеряем будущее. Тогда будет очередной какой-нибудь, не дай Аллах, конечно, я не люблю как бы исторические возвращения какой-нибудь трагической дате нашей истории. Тот, кто забывает свое прошлое, может получить в будущем еще хуже события. И это проблема. И эту проблему нужно решать. Историю изучают, знают, пропагандируют, доводят до людей для того, чтобы не допускать ошибок прошлого, если есть ошибки. Если нету ошибок, чтобы сделать лучшим свой народ, свою республику, свое государство. Называйте как хотите это. Бедным тоже не до этого, честно сказать. Бедные тоже думают, что бы поесть, как бы свои болячки вылечить. Но людям, которые хотят какое-то будущее, мы должны всегда развиваться, мы должны всегда учиться, помогать, вместе взаимодействовать. Я не знаю, возможно, я знаю, что я не достучусь до меценатов наших, до миллионников наших блогеров, крутые, которые пальцы крутят. Возможно, я не доберусь до их сердец и до их понимания. Но я хочу сказать одно. Они в истории нашего народа не примут никакого участия. Потому что как бы ни было много денег, деньги заканчиваются. В моей жизни, мне 40 лет, я столько людей видел, которые становились миллиардерами, миллионерами, а потом оставались без ничего. Некоторые даже скатывались до наркомании.
Это очень сложно понять, это осознать. Я не допущу, я умный. Нет, абсолютно не в этом дело. Крутая машина, много бабок, хорошие вечеринки и так далее и тому подобное. Все временно. И тебе дает Всевышний на время это. Посмотреть, как ты это используешь, во благо чего используешь. В первую очередь, конечно же, я ничего не говорю во благо Всевышнего Аллаха. Я знаю, я видел много, как помогают там больным девочкам, точнее, там детям, мальчикам больным помогают, раскидывают там, соберем, бисмилля и так далее. Там. Я это все видел. Я видел, как отозвались на горе сирийцев и многих других. Я был вместе с вами, мы все это видели, публиковали. Но есть люди, которые не раскидывают свою фотографию и не говорят, помогите там, мне нужно было для этого, для того, для третьего, десятого. Те, которые доносят, их игнорируют. Там пытается помочь, сказать кому-то. Игнорируют, думают, что обязательно в этом выгодно. Поэтому, чтобы помогать человеку ради своего народа, не обязательно он должен быть калекой, не обязательно он должен быть какой-то в вопросе жизни и смерти. Этот мир многогранен, нужно смотреть везде. Вы же ищете каждую лазейку, где можно заработать, где можно хапнуть и так далее и тому подобное. Я вообще говорю гипотетические вещи. Точно так же нужно искать лазейку в нашей истории. Где говорят? В турецких архивах, в американских, в английских, где упоминаются чечени, чеченцы, чечензы. Я примерно. Нохчи, нахчи. Везде. Я же хэштеги оставляю, не просто дзурзуки, кисти. Что бы вы ни нашли, карта, видео, все, что касается нас, присылайте, собирайте. Только вместе мы можем это все сделать. В 2018 году, когда мы начинали только, были одни приоритеты. 23 прошло 5 лет. Многое изменилось. Мы нашли такие моменты исторические, которые даже в голове, да, во время студенчества я не знал даже, что есть такие моменты. Подумайте об этом. Достучаться до сердец меценатов у меня нет никаких шансов. Да я и не говорю, я хочу, чтобы вы сами задумались. Я знаю, что обычно в таких местах, в таких обществах, где собираются мы, это не так много. Но, однако, есть больные анунаки, всякие манунаки, которые там сочиняют какие-то идолы языческие, там, не знаю, дьявольское отродье размножают, фантастические вещи, не знаю, утиные губки и так далее и тому подобное. Конечно, красота требует жертвы, я все это знаю, это отдельная история. Но на этих хайповых темах я не хочу сидеть вечно обсуждать. Это какая-то, Малахов ТВ получится. Нужно реальные вещи, которые могут до чего-то довести, до чего-то нет. Задавать вопросы в контексте истории. Было ли такое, чтобы кто-нибудь призывал, чеченская девушка призывала выходить замуж за киргиза, таджика, араба, за дагестанца, за кого угодно? Было ли это в истории нашего народа? Такой вопрос должен быть. И я скажу, что не было непозволительно, недозволено, если это было так. Если дозволено было говорить, да, было дозволено в таком-то случае. Или третье, десятое. Под другом, валикум салам рахматуллахи баракату. Разные моменты. Примерно я говорю. Было ли такое там, что там ездили на коне, воительницы были в истории? А что говорит наш адат по этому поводу? И эти вопросы касаются непосредственно наших сестер, братьев, детей, матерей, кого угодно. Можно затрагивать любой вопрос. И это будет важно и значимо. Ты воспитаешь достойно своих детей, и они будут достойно звать себя там. Нохчи там, Истейпа, и Мержуац, и Чуа,
без разницы, Цоро, Эхкей, Тиро, Зумсо. Никто не просит отменять тейп. Честно сказать, буквально года 2 тому назад было пару представителей, которые меценаты, можно сказать. Там Сочи был один, с севера был один. Они время от времени, 2-3 месяца иногда помогали с донатами, остальным можно было купить книги, можно было купить другие какие-то вещи. Вот. Один в 18 году, один меценат появился, он купил, 17 это 19 был, ну я вам показывал, да, когда нам телефон для работы дали. Вот после этого многое изменилось, после этого многое произошло. Война или как там, спецоперация, СВО, ЦИПСО, МИПСО, всякие появились. Доллар подскочил, бензин подорожал. И у людей свои проблемы, свои болячки. В связи с этим интерес к истории пропал у некоторых людей. Но это самая большая ошибка. Дело даже не только в истории, это жизнь. И многие вещи, когда вы собираетесь, обсуждаете, многие великие умы, так называемые, которые сегодня себя считают многим, такую чушь несут, которая может привести к большому кровопролитию в дальнейшем. Если мы позволим этому случиться. Если мы не консолидируемся, не станем единым целым и не будем знать об этих моментах заранее. Не допускайте разделения нашего народа. Не раздавать нашу Родину. Вы же видели историческое наследие нашего народа, каким оно было и каким оно стало. То есть какие территории были, какого количества было нашего народа. Как нас на сегодняшний день технично просто делят. Европейские нохчи, российские нохчи, иорданские нохчи, грузинские нохчи, дагестанские нохчи, эри нохчи, туда-сюда. Ссорят между собой, делят. Хош сюлибу, хош гюджибу, хош арбихилла, хош вошхилла, хош европейчбу, хош в Европе, да, наш, наши братья и сестры. Дюйналдош. Он хвайбуш, чакбулш. 99% был. Я не говорю, что нету среди них плохих. Я не говорю, что нету с них, кто там слабой волей, духом, кто не стал там наркоманом, алкоголиком, тунеядцем. Такие есть среди каждого народа. Но гониш дал мошал дуэлцен, Аллах дал дацани спати дегниш хацед Аллах. Ас бютер бош ишбат. Дикник дешвек шиекоман. Дикч агойч гойчвега. Чтобы подрастающее поколение, чем больше нас будет, и если они будут видеть творящее добро, они сами будут стремиться творить добро. А если десятки, сотни, тысяч, миллионы людей будут смотреть тех прохиндеев, которые думают только о себе любимом, извините меня, тогда если каждый будет думать о себе, не мечтайте ни о какой государственности, родине, нации, Адат, Даиш, эти вещи можете забыть раз и навсегда. Являясь космополитом, вы не можете быть патриотом своей родины. Понимаете? Амин, массераю. Задумайтесь об этом. Являясь космополитом, человек, который говорит, я могу жить где хочу, как хочу, я только о себе думаю. Обо мне никто не думает, мне никто в тяжелое время не помогает. Есть такие нарциссы, которые, когда добиваются, я сам всего достиг, я все. Ни о ком не думает никто. По сути так. Но только скооперировавшись, скоординировавшись,
одном единым целым, становясь единым народом, только тогда можно выйти из любой ситуации, сложной, хорошей, и Всевышний Аллах в первую очередь тебе поможет. Потому что ты делаешь во благо своей уммы и своего народа. Поддерживаешь родственные отношения, помогаешь в трудной, тяжелой ситуации. Аллах помилует, и благодаря дуа, может, все будет лучше. Это немножко философские вещи. Заниматься софистикой у меня абсолютно масти нет у людей, которые там рассказывают, вы молитесь черному камню, это, то, все. Этих балаболов я прошу мне не присылать. Это нарнийцы. Какие бы они ники себе не придумывали, какое бы они старое название не брали, это больные люди. С больным воображением. Один приходил, я с ним общался, такую ересь мне нес. Вот. Что ты с этих людей возьмешь? Они называются нашим именем, они говорят от нашего имени и говорят такую ересь. Без разницы, какого бы пола они не были. Нужно думать об этом. Ну ладно, на этом прекрасной этой нашей ноте я закончу, к сожалению, сегодня, друзья. Во-первых, у меня и давно уже закончился трафик. Во-вторых, телефон уже вырубается. Уже 3-4 часа чуть ли не в эфире. Ва алейкум ассалам. Посмотрите весь ролик, весь эфир на YouTube канале Башлам 39.39 лайв на YouTube канале. Вы сможете посмотреть полную версию нашего этого стрима, если кто-то сначала не видел. Еще раз я поздравляю всех народов Кавказа, кто был депортирован насильственно и после этого обвиняли в предательстве своей родины, с принятием этого решения, что ныне больше не будут нигде Масера не будут нас обвинять, оскорблять и говорить там, что не является действительностью. В каждом народе есть хорошие, есть плохие. Мы должны равняться на хороших. Дай Аллах нам мужество всем, чтобы мы все равнялись на хороших, задумались еще раз. Без разницы, дойдет это до мецената, до миллионника блогера. Задумайтесь о самом важном. Сколько бы вы ни прожили, вы не проживете 1000 лет. Поэтому постарайтесь сделать что-то ради своего народа. Да, колодцы хорошо, я не спорю. Водяные башни хорошо, тоже хорошо. Но их тысячами строят в Африке, в других местах, ради Аллаха. Тысячи местах. А о себе, к сожалению, посмотрите, у нас есть очень много достойных ребят. Блогеры, которые занимаются кузнечным. Да, я перечислял все делами. Постарайтесь им помочь. Подтолкните, сделайте добро. 1 раз. 2 раза. Если он завтра станет на ногу, он будет прославлять нашу культуру, наш народ. Это благодаря вашим баракатным делам. Не можете финансово, хотя бы ресурсом помогите, людьми помогите. И я прошу ради Всевышнего Аллаха вас, представители моего ночью народа, без разницы, как вы себя называете, ламрой, тяркхой, эхкайме, любой, мелхий, как бы вы ни называли себя, опять же, ночью дала, чечень дала, без разницы, хотите, война что, что. Я прошу вас ради Всевышнего Аллаха. Чаш ошкача, чаш точа, сапувача. Мадайш, ой, камсисас мадайш. Ой, хуштушун, гониш, буйхашун, бегниш, дуйхашун. Мадайш, камсисас. Мабайиш, ой, болбизам, оуши. Дикник ош, дикник дику. Оша. Арцалиш, вигдал, нисвойл, дал, хокум дуэль.
О, шукули. Дерван, хал Аллах дал хуйса. Я в многих местах бываю. Но я ненавижу, когда начинает шекам сисас, да войниш, ищет войниш, бьёхом, что сунох чего-то, ошар алитляр, вож алитляр. Когда такие вещи даже в шутку говорят, я внутри понимаю, что Аллах, ночью уйти, что на самом деле, Оля, да чудоса. Докки камин, что цусок, тейпану, гара-гара, убор. Мадия, шаш ночи дала, шаш куман хвай дала. Шучай дей, техеяла. Мадия ночи кам, оскорблять. Мабух биваню кирбарт. И милх тейпану ала, и милх вара гар, токум юкирва, мави гоши оскорблять. Нисвал виез, данисвал дела, и эйдар касар дие, вож дие. Данисло эйдар каслолю, иштхум дие. Не оскорбляйте, не унижайте. Ой, судьбе дала, ой, кенти была. Генасоне, я видел этот ролик. И он смотришь, даже ой, овка, чай забаш, чай шуднохчи дала, чай и до глазам была. Арца лишь, юэла, кантула. Человек должен дикаде не свахаусиш. По крайней мере, и усал. Застрахован. На все воля Всевышнего Аллаха. Но если вы будете собирать, как говорится, слабые, гнилые места и оскорблять наш народ, недоброжелатель, который на самом деле не нашего народа, он вынесет это и скажет, что ног чищаешь, мы будем дюйч беш олар. И он будет прав, ой, вещь дюйц дукадолхум. Ой, тейп наш си создавай, ой, кедегу мадие. Ой, кезик душон, ой, гоша киетит. Ой, кам гоши марзу барт бош сахлит. Тажиммаз гоши, аш мискчуну гоши, годи аш махиллар, цение цане. Эцуман те хаус дэши, шаш хаус дэш толдикум. До цек цедуч. Shadow кам си создать загарч. Дикнеш во политики учваться шуксо, ночи кандуйшу. Шикосте гош кача, да улоши авейниш ишт буй вейниш ушт буй. Но бахан буй ишт. Ниста хажайхум. Вала пантыш ятам худу қавы, са ишт машиану, са иқи чоч ичал. Цантап чилас, цули эхник яца, цули эхник юц. Ар оле. Яхид оле. Цамо 100 тысяч дел костюм юц, укому 200 тысяч дел костюм юц. Эцун ясан яхали. Нохчи коман си хала эб хаусиш. Астван бимаца бахши. Именно наука, культура, ишт эцау баз. ده قسم دلیلی تا شو قاعدوا قان قيش اللي يخلو اشتران ديك لا قان خد ابو اشنا سون اشت مهتر استان غديدو نو سون قاچش موبر سير قاچش وش سوق قوم دالنا توم تخونت يا اخش دياش خلير هر خلير وش خلير بورسون تياش ليلوش سقينو اش عايش
Tan laqsh darje da'ni spel tan ashbala ashbesh. Süzda bübel ulla bors hanekil bolş büsas. Bukt yaş leliş qarda qaj. Her deşler voj deşler boş linaş. Asam zaama da'ta yani rajatsa insan dedan. Tan bahneska süella duqlatça yaç khartsol yaloş liyaş. Iz şanahan disnek şient edo qartnek edo samiyor. Zonder ah diknik dütsi ويقام حاسدش ديك دانيس دالغير شغلو هون ديكني خردو علوش هردو وجدو هر وي اشت بري وي هوش وشت بري زود بيش اشت دويك انتي اشت بوي هوش اشت بوي هوش اتيش بوش بو هون قردنك عليلنك يا هون يا حبيرشنا يا حجر جرستجنت دود ديلا اشت проблемю نيسي هاوس ديز وي ودير درتيف موخ تشيوق أرواق ورتيش إيش خل يسأل خيط سو بكرة наша история так показывает. А так дикнига خوش شادك الله تعالى ويق إنواش حولداش حولي ويق أومن ناخد صدوش الله دالا وي собственно نشق أيل دوخردوش دال قيل دوش ما دوش ناخد صدوش وي أس в том числе летош долqa дал qayldaq qıştu. Onda saq enwaş qiyechan xiche sona xaraj adman masla baxasın. Ye şuq enwaş horani haş voçun bas. Şuq enwaş dal qayldaq da çaraş meldin dol huwa dika masan xoşlanare xoxuldur şutsan. İdealni diki tseni masmaliksan admaşdama da tpayıq maşqalnıq da işte. Way tsaqalni وي نيستا غالش دوي نيستا لوش دوي نتسني سلوشا مدوس يستي الله دالو قنواش قيل دوش خدش ليتسلوش دعني ستيل وي истории كواتش دياش دلا او истории талым бияш бала وي культуре ла قيدك دلا وي غوشي تخوش خوك ديليتسا دياش دايوش سايوش غوشي ديك شوما دياش بولي الله دال اتو بيرو از دوقتيتسن قين دير دول Шейхаттар дала хуа язи директчу язи со связя ушун директчу инстаграмчу ютубчу масана всех подписчиков, который был сегодня в стриме, еще раз хочу в конце сказать, я прошу прощения в первую очередь у Всевышнего Аллаха, а потом прошу у каждого, кто слушал. Я не хотел обидеть ни народы, ни тейпы, ни субэтносы, ни этносы, никого. Я хотел с вами обсудить лишь историю, правдивую историю. Если я как-то обидел, я прошу простить ради Всевышнего Аллаха. Каждого, любой национальности. Желаю всем удачи. Постараемся сделать эфир скоро, если у меня получится. Я вам дам знать. Готовьте вопросы. Не забывайте ставить на каждый пост лайк, оставлять 1-2 комментария или хотя бы смайлик, продвигайте. Приглашайте побольше максимально к нам подписчиков. Надеюсь, мы с вами будем делать доброе дело во благо нашего народа, во благо нашей Родины. Дайлаш едик нахмадохил, вайкамма, вайнохчикамма, бусул. محمد بايمر أمة تحل أمة روى قامة لا شيء أنخية تنبال شو تاني شو بشلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Если будут какие-то интересные новости, фильмы, истории, карты, отправляйте в директ. Мы есть в Телеграме, в Инстаграме, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Ютубе, в Рутубе. Все перечислил. Есть везде. Просто вбейте башлам хэштег и так далее. Найдете. Пишите, отправляйте. Всем удачи. Ассаламу алейкум. Мы на связи.